Так, assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh jamoat. Bugun 3 YouTube kanaldan chiqam. Birisi endi yangi YouTube, ikkinchisi eski, uchinchisi-da eski. Birisi недавно blokirovkadan kelib chiqdi endi, Allohga shukr. Ikkinchisi narsaki, ishli. Ну, короче, birisida da monetizatsiya degan aybar yo'q. Сразу aytib qo'yam, чтобы как мне кто-то написал, o'xshashlarga uladingmi deganlarga сразу aytam, yo'q. Men o'xshashlarga onda ulamadim. Bir tiyin onda o'xsha ishlab bo'lmay, monetizatsiya menda qabul bo'lmay, chunki men butunay birni говорю oshiq-moshiq, как говорится, и поэтому у меня монетизировать не получается. Больно открыто выражаюсь, как говорится, без лицемерия. Поэтому xayrli kish, xayrli tun. Так, bizda soat 11dan 20 minut o'ta. Bugun сөйләшәбез, как обычно, разные темы. У меня стараюсь как бы вести эфир разный телдә инде, белгән телләремдә эфир алып барам. Вот, так, бер кеше слева керде. Сәлам. Так, получается, ну, сколько будет, столько и будет. Вот пока на 3 будем бомбить, и какой из них меньше будет показывать рейтинг, с того вылезем и дальше будем уже читать по новостям. Так, бүгінгі новостилар, само собой, сейчас я заварю чай, потому что без чая никак. Чайсыз бетінде татар, башқұртлар яшай алмай. Узбек-то. Так, надо заварить чай. Вкусненький. Так, хороший. Süt bilen тамешерге. Пока кеше жиыла, мы просто побеседуем. Так, слева теги яңа ютубта 5 кеше, искиде 1 и 0. Никого нету пока. Сөйләшәбез бүгін, само собой, разные темы, но в то же время и глобальные темы. Это Башкортостан и Татарстан, само собой, инде. Но на всякий. Больше, наверное, о том, что наше правительство нужно менять однозначно. Безне правительство, ладно. Башкортостан түгел, даже Узбекистан нам в течение разговора нужно будет договориться о смене. Шулай. Поэтому много будет касания насчет Узбекистана, потому что беспредел, который они творят, прям копия беспредела того, что творится Россия. Шулай. Ну, что я помню, будем об этом и говорить. Конечно же, вот этот последний, то, что я сегодня услышал, интересное тоже от какого-то тоже подобия Яшкин Кюта. Как Яшкин Кют один с этим, с Айгуль Леоном, короче, на дебате у Аль-Паута, короче, в гостях. И получается, они говорили о том, что типа федерация будет, не будет и так далее. Но по его разговору я понял, что они не хотят отпускать Башкортостана и вообще регионально. Вот примерно такая тема. Они хотят типа, чтобы был язык туда-сюда, а на самом деле ни хрена ничего не будет. Как обычно, пиздеж и провокация. Шуларга жамаат. Кстати, бүгін бетін жұма өтіп кетіп бара. Жұмалар мүбәрәк болсын деп ертең мен уже айттым бетінде. Кім ишітмеген болса, короче. Жұма күнге барған дұғаларыңыз, намазға барғанларына Аллах қабыл етсін. Так, Ибрахим. Что за тема, что за политика? Политика сегодня уничтожение узкожопых, Москву, Путина и так далее. Всех неверных. Вот так, наверное, будет правильно. Уничтожение всех неверных, потому что, как начали высказывать там, кто-то там
что-то там не так ляпнул, все в тюрьму, что-то не так ляпнул, все в тюрьму, выпил в тюрьму, как это в кино, да? Бисмилля. Ой, эссе какой-то. Так, ладно, вот этот новый YouTube, короче, он у меня все, моросит 0 людей. В дальнейшем потом его нахрен закроем, наверное. Пока мало людей, справа 5, слева 2. Да. В каком смысле уничтожение неверных? В прямом смысле. Узкожопых всех казнить. На кол всех. Всех узкожопых на кол, которые пытаются Башкортостанда, Татарстанда ходить маршами, русня с ними и Бог с ними. Вот их всех. На Кавказе то же самое. Всех казнить. Всех. Всех узкожопых казнить. Я вам говорю. Михаль, короче, ладно. Тема такая сегодня. Узбекистан. Менің туылып өскен Узбекистанымны тағын айтып өтеміз. На днях я говорил вам, обещал, что в эфир выйду. Никак не могу выйти. Все это машақат енді. Үйдегі ішлер туда-сюда. И вот, самое печальное, что когда узбеклер обрадовались, что Каримов сдох, я тоже был рад, когда он сдох, ублюдок. Но, увы, вместо него оказывается гандон какой-то, таджик в виде Мирзияева встает на его место, потом чуть-чуть көзбоямачелик становится, это типа приукрасил атмосферу, типа чуть-чуть показал себя лучше, и как бы народ, чтобы за него топил, любил, в десна целовался. Ну, как говорится, ташаган уберге Мирзияевна, халыққа он чуть-чуть дал, так скажем, отмашку, чуть-чуть открыл таджикам границу, ну потому что это же таджик, своим таджикам открыл границу с Узбекистаном, который Каримов закрывал. Кстати, и Каримов тоже был ублюдок какой-то, непонятно где родился и где, откуда он вышел, блядь. И в итоге, короче, такую тематику вам никто не будет рассказывать. Все, знаете, боявшись говорят, все культурно говорят, высказываются культурно, бетонуются шунды, литературные люди, нахуй. Прям такие ути-пути, блядь, все такие, блядь, мыльные оперы, нахуй. Но у меня ничего мыльного нету, я актерство не заканчивал, кутарама куйкураман, будем разговаривать как есть, нахуй, по-мужски, блядь, а не, блядь, лясы точить и, как говорится, ебланов слушать. И вот, исходя от этого, Узбекистанда диктатура. Сори, короче. Узбекистанда диктатура, которая гнобит моих узбеков. В таком еще контексте, как говорится, копируя путинский режим, вот так скажем. Когда-то мы задавались вопросом, я постоянно всегда задавался, кто же кого учил, блядь. Всегда думали, что Путин учил Каримова. Я один раз уже высказывался об этом. Оказывается, Каримов, наоборот, учил Путина, блядь. Потому что памятник Каримова стоит в Москве, блядь, нахуй. Понимаете? Получается, Путин сопляк, а Каримов его дед, блядь. Так скажем, блядь. Тоже непонятная смесь бульдога с носорогом. Или узбек он, или таджик, блядь. Ну, Кутакбаш инда. Одним словом. Этот Кутакбаш научил Путина, как казнить, мучить людей, сбривать бороды, нахуй, создавать, нахуй, диктатурскую систему и так далее. И вот позрашлясь, Путин, Зурускяшинда, начал давить Москву. Потом и так далее, регионы, и таким образом, нахуй, подмял под себя всю рашку. И, конечно же, сейчас ебет одним только словом тот же Узбекистан, только его марионетка Мирзияев. Потому что, как я вам говорил, днем, ну, блядь, в своих каких-то высказываниях, которые загружаю в YouTube,
Я вам высказывался уже об этом, что этот Медведев короновал Мирзияева. Понимаете? Путин уж не поехал, потому что больно крутой человек Путин. И поэтому отправил Үзена Ашкяль-Дашкялен, это вот это, шестерку свою отправил Медведева, чтобы он съездил, быстренько все проверил. Ага, Мирзияев короновался, не короновался, чтобы он конкретно, Каримов сдох конкретно, чтобы уточнить всю эту тему. Съездил быстренько, оп-оп-оп, блядь, решил там, корону надел, так скажем, блядь, на член нахуй Мирзяева и вернулся. Все нормально. Сосать будут у нас по жизни весь Узбекистан. И таким образом Россия живет дальше. Вот. И тут в чем суть разговора? Суть разговора, бля, по именам забываю, так что не обессудьте, имена. Вот эту женщину, которая пизданула насчет того, что, блядь, Мирзяева зять нахуй охапнул там в Мырзаулыбекском районе, блядь, целый, так скажем, зону, блядь, по постройке элитных домов или что-то такое, нахуй. Ну, захапал, короче, кусок, так скажем, элитного места и тем самым, блядь, этот, само собой, коррупционным образом захапал, блядь, у народа, так скажем, да, ведь зять, блядь, нахуй, президента, это место, и эта женщине не понравилось, она высказала, и ее психушку закрыли. И вот она, оказывается, 2 года там чалится уже, блядь. А я только услышал об этом. Вот я вообще в ахуе, блядь. Получается, новости вообще не выходят с Узбекистана. Кто посадил, блядь, кого зарезали, что. И вот откуда вылезло с этого, с какое-то настоящее время, что ли, сайт, блядь, вот оттуда, Азия, настоящее время Азия, что ли, то ли кыргызы, то ли казахи там пиздят вот это. Ну, они пиздят, так более-менее мне нравится, они как-то по чесноку пиздят. И вот, получается, эту женщину, короче, посадили. Я не помню, как зовут. Короче, я записывал, у меня есть в ТикТоке, везде, в Ютубе видосы, можете посмотреть. И потом за ним же посадили или выловили, так скажем, в Дубае другого Камола какого-то, Абдусалама или какого-то тоже имя трудный, короче. Его, короче, тоже ёбнули, короче, в Дубае, шлепнули нахуй, вот, которые, типа, бегут в Дубай, блядь, в Казахстан, еще куда-то, блядь, потом вас ловят всех, и потом вы плачете, нахуй. Нехуй бежать в такие места, надо бежать или в Америку, или в какой-нибудь, нахуй, враг, твоего друг, так скажем, враг твоего врага, друг твой, или как там, блядь, сука, это выражение. Короче говоря, нужно постоянно всегда, если что-то наделал, нахуй, к врагам надо бежать, а не нахуй хуй поймешь к кому, блядь. Понимаете? Чего он в Китай не побежал, надо было в Китай бежать. И вот, короче, этого блогера тоже ебанули, короче, в Дубае, короче, и вернули вроде в Узбекистан. Короче, его тоже на кол, нахуй, сажать будут. Ту женщину уже 2 года ебут, нахуй, а тут этого вот так. И вот, как обычно уж, как всегда говорю, Усмана Баратова в Москве как посадили за то, что он, блядь, пидорами обозвал там всех на войне, которые в России, или что-то такое, он обозвал всех, то, что, блядь, гандоны какие-то там. И его по тоже дискредитация армии, кутак-бутак, блядь, и засунули в обезьянник в Москве, короче, где-то сидит там. И тут, короче, та же система, только в Узбекистане, представляете, там, ну, само собой, и в Казахстане, больно не слышно. Вот это то, что я услышал и говорю. Услышу, тоже скажу. В Кыргызстане то же самое, нахуй. Да, если помните, посадили всех, блядь, этих корреспондентов, там целая куча, 10-20 человек, которые не понравилось президенту этому гандону, тюремщику, блядь, кыргызскому, блядь. В Таджикистане уже, блядь, вообще темный лес, нахуй, темный лес, хуй поймешь, кто кого посадил там. Все, короче, все на колу сидят там, блядь. Все на бутылках там. Вот. Короче говоря, вот эта тематика, нахуй, это непорядок. Непорядок для Узбекистана, для блогеров Узбекистана, которые несут парашу какую-то, нахуй, там споры лезут, блядь, какие-то пиздобольские вещи говорят, нахуй, блядь, это. O'zbeklar, блядь, gapiradigan bo'lsanglar, haqiqatni gapiringlar. Mozga yo'qqa o'xshab, amlataga o'xshab, блядь, бок chaynab, нахуй, какие-то, нахуй, бабки рубите, в ТикТоке рубятся какие-то ублюдочные, нахуй, узбеки, блядь, пытаются, нахуй, что там, близдеть нам, нахуй, ха-ха-ха-ха, блядь, в штаны яйца, в штаны, блядь, кидает яйца живые, на голову яйца, блядь, в ТикТоке какие-то игры играют. Блядь,
Хуйней маетесь, конкретно я вам скажу, блядь, нахуй. Это каждого касается, кто в ТикТоке хуйней мается, нахуй. Определитесь уже нахуй, кто вас ебет и кормит нахуй. Дворы нахуй подметаете в Москве, в ТикТоке яйца кидаете в штаны нахуй. Потом в Узбекистане Мирзяев какой-то хуеплет, таджик нахуй рулит над узбеками. Понимаете, хуйня какая-то творится, да, у вас? И вот итог какой? Итог, Дуслар, вот такой. Короче говоря, мой совет вам, так скажем, по-хорошему, по-плохому, похуй как хотите, понимаете. Мой совет o'zbeklarga, если sizlarda shinnabda o'zbek qoni bor ekan, mana qonig'izda mana sigilgan vaqtda o'zbek bo'lib tug'ilgan bo'lsangiz, вот я метис, допустим, мен узбек, башкирт, татар. Mana я за троих топлю. Ну, конечно, я и за Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан тоже топлю. Вот имейте в виду, вот если вы, когда вас ебали нахуй, вы родились узбеками, значит у вас в Узбекистане, блядь, узбек президент нахуйгыз, блядь. Ташакский какой-то таджик, нахуй, а хуй знает откуда, не ставьте нахуй. Потом, чтобы, блядь, претензий не было. Кто ебал узбеков? Таджик же ебал. По национальному признаку, нахуй. Понимаете, да, смысл? Как Бызда Башкортостанда. Бызда Башкортостанда что творится? В свое время я думал, что Хабиров ол башкорт. Я не понимаю. Потом кто-то высказал, что он татар, блядь. Ну, понятно. Окей. Если Алсыновы все сидят, 80 человек сидят, это башкортлар. И тут получается, если выявится, что Хабиров татарин, значит пизда этому татарину нахуй. Пизда будет вот этой категории татар, которые нахуй ебли башкиртов. Там у вас то же самое. Хабиров, блядь, Мирзияев нахуй, хуеплет нахуй, если окажется он таджиком и сажает узбеков нахуй за бороды, за пятое, десятое нахуй. И если эта женщина тоже узбечка, с Дубая выцепленный узбек, этот тоже, если он узбек, получается, у вас идет нацизм, как и в России. Путинский нацизм. Путинский нацизм, потому что Путин это гандон какой-то, тоже из семи колена нахуй, хуй поймешь кто, блядь, седьмая вода на киселе, блядь, или финно-угр он, или, блядь, еврей он, или сперматозоид, блядь. Этот сперматозоид, короче говоря, пытается нахуй уничтожать Башкортостан, Татарстан, Ичкерию, Дагестан, Бурятию и так далее, всю Россию, плюс добавок сейчас засовывает корейцев, которые вообще не хотят нахуй. Рабы из Кореи загнали в Рашку, чтобы пойти истреблять украинцев. Блять, пиздец, мировой маразм, блядь. Мировой маразм, и вот эти все нации в России, в Азии, нахуй, смотрят на это все, блядь, и похуй им. Все зарабатывают деньги, подметают Москву, блядь, хуярят бабки туда, хуярят бабки сюда, блядь, нахуй. Пиздец, блядь. И смысл, Нинды? Смысл у вас тут есть, нет? Смысл вашей жизни в чем, блядь? Заработать бабки, потрахаться, родить детей и выкинуть их на мусорку, блядь. Потом искать, блядь, еще какое-то жилье, блядь. Так скажем, блядь, такое жилье, как, ну, в таком смысле, что, блядь, нахуй, вам, блядь, там жить невозможно. В Узбекистане нищета, нахуй, бля, в Кыргызстане нищета, Таджикистане нищета, Казахстан более-менее тянет, в Рашке, блядь, бомжи, нахуй. И то в это бомжатство приезжают еще узбеки подметать бабки, нахуй, чтобы чуть-чуть отправить домой, блядь. Ебанизм 21 века, нахуй, в котором мы, оказывается, живем уже со времен, нахуй, Путина, блядь, с 90, сука, 8-го, в 99-х годов, как этот гандон баллотировался. С тех пор. Но мы созрели только сегодня, мы созрели только недавно, потому что больше, наверное, интернета вышло, больше мы как-то, блядь, понимать начали в эту тематику. А может, блядь, просто я созрел, нахуй, ёпарасота, чтобы это рассказывать вам, блядь, чтобы вы тоже как-то созрели, подключились своими мозгами, нахуй, и тоже так же, блядь, действовали, блядь, против русни. Все вместе сплоченно ебли этот узкий мир гондонский, где они говорят... нам бусурманы. Этих хуерманов, блядь, тогда и с москалятины, нахуй, мы должны точно сажать на кол, нахуй. Как Иван Грозный сажал всех на кол, мы тоже должны сажать на кол, блядь. И знаете, какой кол должен быть? Как кактус, блядь.
как кактус должен быть кол, блядь, нахуй, вот на этот кол надо сажать всю русню, блядь, нахуй, которая выебнулась против Башкортостана, Татарстана, которая пытается гнобить чурки, блядь, хуюрки начинает делать, блядь, нацизм свой. Вот этих всех, нахуй, узкую общину, лесной человек, блядь, и всех этих, блядь, пидоросню, русню, пидоросню, блядь, нужно сажать на кол и иметь, нахуй, только таким образом. А Путина выловить, нахуй, как я постоянно говорил, блядь, засунуть его, блядь, 3-литровую банку, нахуй, огромную, и туда, возле Кремля, Кремль разровнять с землей, и там поставить стеклянную банку, чтобы туда приезжали туристы и любовались от этого гондона, как говорится. Этого гондона засунуть туда, блядь, Лукашенко добавить можно, Мирзияева пригнать туда надо, Мирзияева, потом Тухаева, кыргызского президента, Рахмана, таджика тоже, туда, всех пригнать туда, всех. Кадырова, нахуй, еще вдобавок, блядь. Этого с Дагестана Усатова, Хабирова, Минихановых, всех этих ублюдков с регионов тоже загнать туда. И пусть это в этом обезьяннике они будут жить. Вот примерно вот такая тематика должна быть у каждого нормального, адекватного человека, который хочет распрощаться с этой русней. Чтобы мы, Башкортостанда, Татарстанда и каждый в своем регионе жили спокойно. И узбеки нахуй не приезжали, блядь, подметать Москву. Ну, вообще, чтобы Москвы не было, блядь. Чтобы им нечего было подметать узбекам, блядь. Пусть подметают у себя нахуй дома, Узбекистан. Вот так вот. И таким образом, когда мне говорят узбеки, блядь, почему ты лезешь к нам, мы же независимые, мы мустақилмыз, ой, мы мустақилмыз, блядь, ёбаный в рот, mustaqillikni olganmiz 91da, no, Moskvaga kelib shipiramiz ko'chalarni, блядь, ochmiz. И вот такая вот истерика, нахуй, меня заебывает, нахуй, ржет кто-то, меня реально заебывает вот эта истерика узбеков, меня, блядь, порошит меня нахуй внутри, понимаете? Это, блядь, позор, блядь, моего народа, блядь, позор, блядь. Башкортлар, блядь, мучатся, блядь, с татарами на войне. Узбеки мучатся нахуй. То в Москве подметая улицы или едя на Донбасс, блядь, строит дома с автоматом на руках. Они пытаются тут и кирку держать, и шпаклевать, и тут автомат, и тут украинцы их ебут. И вот таким образом у них пляски идут. Вот такая хуйня. Поэтому, пока вы вот это не образумитесь нахуй, пока Аллах Та'алям дает мне жить, возможность давить, я буду вас вот так выводить на чистую воду. Чмырить буду нахуй. По полной программе. А чё, русне можно чмурить? Мне нельзя, что ли? Чё, блядь, я своих чмурю. Я, как говорится, свой. Поэтому, когда вас будут русские чмурить, вы им морду бейте нахуй. А на меня нахуй прыгать не надо. Вы давайте лучше со мной друзите, друзья мои. А потом пойдем на Москву, сегебіз башын алабыз нахуй. Бүтінісін күтіне сегебіз. Вот шунда гына біз будем как казахи говорят, эгемендик. Эгемендик будет у нас. Блять, что за слово, я не знаю. Но, короче, будет независимость. Примерно так. Салам. Салам алейкум. Так, кто-то. Вот, шунарға. Я сейчас Башкортостан. Олға Башкортостан, Татарстан. Олға. Шунарға дуслар, мана шул теманы мен именно көрдегез, мана стрим етіп айтарға болдым, чтобы потом я там не говорили то, что как я как петух что-то пропиздел, блядь, на своих YouTube каналах, что говоришь, блядь, блядь. Вот, я вас уважаю, делаю для вас стрим, как говорится, чтобы Узбекистан осознал, что олар независимый Тугылlar olar. Независимый тугылsiz. Независимый emaslar sizlar. Бля, qanaqa yana tilda gapiray, ilohim. Так. Поэтому, дуслар, независимость qilish uchun bizga Timurlan opadadamiz kerak. Timurlanni tug'ish kerak. Timurlanni qidirish kerakmiz. O'shanaqa bizga odam kerak. O'zbekistonni qo'lga oladigan, Mirzayevlarni ko'tiga itaradiganini, hammasini yig'ishtirib naqo'y O'zbekistonni
chin mustaqil qiladigan odam kerak bizga. Chin mustaqillik bo'lishi kerak u yerda. Ani вот это лицемерие, где говорят, olib kirib ketadi, soqolingni ol deydi, hijob kiyma, betingni yopma, uni yopma, trusikda yurgin, yalang'och yursang ham bo'laveradi deganlar naxuy bizga kerak bor, bilat. Bizda u yerda islom bo'lgandan keyin, islom davlat bo'lgandan keyin islom bo'lishi kerak. Также я почему эти примеры такие рассказываю, да, ведь так скажем, это как раз-таки я высказываюсь, чтобы Башкортостандагы манкуртлар, Татарстандагы манкуртлар тоже осознавали, что независимость это не просто так. Это не просто так. Вот независимость взял и дальше живешь охуенно. Нет. Нет, вот как раз сегодня об этом вот этот на последнем стриме я чуть-чуть послушал, этот Гандон говорит, я в Телеграм закинул видос, можете посмотреть, с Леоном. Оппонент на дебатах с Айгуль Леоном и Альпаутом сидит этот очкарик один, бля, я не понял, с Кемерово, короче, он с Кемерово, этот очкарик с Кемерово, узкожопый. Короче, Навальный конкретный, короче говоря, Мурат Салям, Навальный конкретный, короче, шул на очкарик. Я не помню, как зовут, но исемлер қалмай, исемда, блядь. Менде темалар исемда қалмай әлі. Шунарға достар, он мне, знаете, вот прям, вот, мына прясы келе шундай кишілерні, білесіз? Вот просто хочется раздолбать таких тварей. Вот что он говорит. Смотрите, вот то, что я говорю, на меня обижаться не надо. Ни узбекам, ни башкиртам, ни татарам. Я вам конкретику говорю. И украинцам, кстати, Ника здесь, салам Ника. Обижаться не нужно. Тут есть конкретные вопросы и ответы, где русня говорит, что мы не хотим, чтобы Башкортостан отделился. Понимаете, вот этот очкарик, который на дебатах с Айгуль Леоном, он говорит, мы не хотим, пусть будет типа что-то, ну пусть будет башкирский язык, татарский язык, там узбекский язык, украинский язык, п.т. Что за вот это Лохапетовка, да? Как фильм Лохапетовка была, блядь, одна овца из Лохапетовки. Если помните этот фильм. Вот таких лохов нету здесь. Да, в Башкортостане, в Татарстане есть лохи, которые сейчас прутся на войну, блядь, на Украину. Это лохи. Любители обсасывания хуев. Если что, кто не понимает. Вот. Но, альхамдулилля, мы не такие. И надеюсь, у меня вот этот контингент, который меня пытается понять, услышать, тоже они не лохи. Но просто пока тихо молчат, сидят, и мы когда-нибудь, иншаллах, вместе с вами встанем. Я уверен. Но вот эта тематика, которая вот сейчас, вот вся вот эта... блядь, Яшкины, блядь, вот этот Кемерово, черт, блядь, очкарик. Вот все, короче, которые пиздят, они не хотят отдавать, потому что в Москве же болото. Украинцы же не зря говорят болото, болото. Вот как Цымбалюк постоянно говорит, болото там, говорит, в болотах сегодня так, в болотах там наводнение, в болотах там лягушки не так квакали. И, короче говоря, вот болото, блядь, московское. И вот в этом болоте, получается, они не хотят жить, потому что в болоте что есть там? Торф только, торф, блядь. Если помните, 2008-2009 года, война в Грузии, и тут в Москве торф горит. И везде дым, блядь, никто огонь не тушит, блядь. Представляете, блядь? Вот тут рядышком, блядь, Горьковское шоссе, и там торф горит между... блядь, далеко не буду говорить, Нижним Новгородом и Подмосковьем горит торфяники, блядь. Дым пипец, блядь. Там, блядь, хотел сказать Эйфелева башня, нахуй, не Эйфелева. Этот, Москва-Сити, не видать там, ничего не видно, глаза режет, блядь, в масках ходим, в метро невозможно дышать, блядь. Вот это время эти пидоры в Москве ничего не тушили, ничего не делали, хуйней маялись. Чисто все горит, сгорит, погорит, потом потухнет, блядь. И так, короче, зима пришла. Мы охуели. Суть к чему? Что в этих болотах-то, блядь, нечего гнать, блядь, ни нефти, ни газа, ничего нету. Все же в Башкортостане, в Татарстане, на Алтае, блядь, золото, алмазы, блядь, понимаете, как говорится, копала, пизду давала и нихуя не выкопала. И вот, поэтому... Салам Чуваши. О, Шупашхара, салям, Миша. Аллар-маллар. Да, у нас дискуссия такая. Чуваши, Шупашхара тоже алга. Давай, вставай. Шупашхара, подымай весь шупашхарский народ. И вот, когда вот эта тематика
играет в их жопе, блядь, они до такой степени нахрен герои, вот эти очкистые узкожопые, блядь, типа не хотят, по всей Европе они про это пиздят, блядь, до Америки, что не хотят развала России, а просто хотят Путина поменять. Нам нахуй нужно это. Вот этот момент чуть-чуть послушал, Айгуль, ну, мягкая, я так понимаю, мягкая. Она не смогла конкретизированно ответить Альпауту о том, что, блядь, ну, блядь, если бы я был бы на каком дебате, я бы выебал бы всех, конечно, там, без, блядь, заскоков даже. Вот надо было ответить в этот момент, какой-то вопрос он задал, блядь. Ну, типа, блядь, как вы думаете, типа, как вы думаете, если вы демократическая будет демократия, как вы там жить будете, что ли? Ну, не помню, блядь, еще раз посмотреть надо. Короче, не помню. В итоге, короче, суть там какая была? Короче, вопрос задал он, но она не смогла ответить на него нормально, блядь. Ответила ту какую-то херню. И в итоге, короче, она туда-сюда мялась, блядь. И суть, короче, говорит, мы не хотим оставаться в России. Ну, коротко она сказала, мы не хотим оставаться в России. Примерно, да, так? И вот, что я хочу сказать с этого, блядь. Вот когда Башкортостан с Татарстаном отделится полностью, иншаллах, отделится, тогда мы, оказывается, там опять в разговоре, мы, оказывается, можем типа создать типа Европейский Союз с Рашкой. Оказывается, это Рашка-Фидерашка будет, оказывается, также называться Рашка-Фидерашка, блядь. Бля, я говорю, какая нахуй Рашка-Фидерашка, блядь? Получается, нахуй, когда Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана не будет, он не будет федерашкой. Он будет пидорашкой. Он будет только москалятиной. Какая нахуй Рашка-Фидорашка, блядь. Поэтому из этого, блядь, я поймал себе, блядь, вопрос и ответ, что, блядь, тут вот этот дебаты, они тупорылые идут. Они идут сами себе, блядь, нахуй, ну, аягына болта шабалар, блядь. Я херею. Дебилизм полный. И исходя от этого, я не могу понять вот этих наших, блядь, вот этих борцов ебаных, нахуй, собрать всех, блядь, в одну кучу, нахуй. Пропиздошить им, блядь, всем, нахуй. Что? У нас не будет, нахуй, никакой рашки-фидорашки, блядь. У нас будет только единый, этот, независимый Башкортостан с Татарстаном. Никакого, нахуй, соединения. Никакого, нахуй, Европейского Союза, блядь. У нас только, блядь, будет, как я всегда говорил, только движение с Казахстаном, с Узбекистаном, с Кыргызстаном, с Таджикистаном. Вот примерно наша суть, вот. Московиты сраные думают, что там будет еще Москва, блядь. Вот эту хуйню у них нужно выбить с головы, блядь. И этот идиотизм ихний, кстати, да, этот имперский, да, нужно выбить конкретно с головы с ихней, блядь. Они чтоб забыли. И, кстати, тут как раз сегодня Ника, скажу, вот украинка на связи. Москву, я вам в тот раз еще говорил, надо присоединять к Украине. Вот моя тетя, получается, с Харькова, с Сумской области, с Харькова, оттуда, короче, да? Получается, вот оттуда прямиком, блядь, Воронеж хуй догонишь, вот так догонят они, да, и до, блядь, Ингрии, до Питера это нужно делать Украиной. Потому что Украина, вот пусть на окраине и живут. Зато нам будет тихо. Никто нахуй мозга ебать не будет нам. Узкожопых не будет. Все узкожопые будут уже на территорию в Украине рабами. Украинцы пусть их сделают рабами, лаптоебами. А в Питере будет Ингрия, понимаете? Ингрия. Ингермания, Индерландия, блядь. Как это, блядь, они называют его? Ингермания. Короче, пиздец слово, не проговоришь. Короче, Ингрия будет, коротко Ингрия. Это типа финно-эстонские население. Финно-эстонское население в Питере, это будет вся Ингрия. Короче говоря, вот, считайте, разделили мы всю Рашку, блядь. Там делить нехуй. Там, по сути, делить нехуй. Все то, что, блядь, там на Урале, это все наше.
А то, что за нами, за Челябинском, это все Бурятия, это все вот эти, так скажем, грубо скажу, наши братья узкоглазые все разделят. Это ихнее. Там захотят они с Китаем пусть живут, не хотят, не хотят нахуй. Если Китай мозга будет ебать нахуй, мы будем защищать их тоже. Вот примерно такая тематика. И тут самый главный, блядь, вопрос, блядь, что Башкортостанда, Татарстанда, блядь, вот эти манкурты, которые прутся на войну, блядь, никак не могут понять, что, блядь, это независимость, нахуй, нам нужна всем. Она нужна всем нам, блядь. Не только мне, блядь, не только Габбасову, там, Айгуль, который вообще в Америке живет, и вообще до пизды, по сути. Блядь, Руслану тоже, по сути, может он жить здесь, блядь, в Литве, блядь. Этот Кашапов, блядь, тоже долбень, блядь, может жить спокойно, блядь, в Англии. И я могу здесь похуй жить, да? Но почему-то, блядь, внутри людям, блядь, манкуртам похуй, блядь. А нам это интересно. И потом вопрос у них возникает. А, я продался? Ну, как мне комментарии начинают писать, я, оказывается, продался. Где я продался? Я, блядь, продался бы, я, наверное, бы не жил бы в какой-то там, так скажем, блядь, этажке, так скажем, да, это вот, наверное, жил, наверное, более таких пентхаусах, блядь, где меня купили бы, да, ведь я же продажный был бы, и я бы, наверное, себя чувствовал получше, да, ведь, блядь, не тыкался бы нахуй в окно, блядь, и там с телефонов, и не пиздел бы что-то. Короче, никакой нахуй продажности у меня, альхамдуля, нету. У меня есть только одна, единственная нахуй надежда, что наш Башкортостан, блин, Татарстан услышит нас, и что мы рано или поздно достигнем этой независимости. Это касается, конечно, всех регионов. Само собой, мы же вдвоем будем рыпаться. Вон, один раз рыпнулись уже, Ичкерия. И чё, блядь, никто не помог им, и ёбнули их 300 тысяч человек, блядь, эти узкожопые, вместе с нами. Там же ведь вся Россия воевала против Ичкерии, понимаете? Против одного нации Чечни воевала вся Россия. А сейчас то же самое на Украине. На всю Украину воюет вся Россия, блядь. Как мне один украинец сказал, мошка со слоном. Слон и мошка. Басня Крылова. Вот, Шунарга, спускаясь, блядь, опять к самому главному вопросу, который я сегодня должен был пропиздошить. Узбекистан. Вот, смотрите. В свое время в Узбекистане пытались сделать там исламское государство, то, все, короче, вот этот бардак какой-то творился у них тоже, непонятный. И вот, прикиньте, вот этот весь бардак, который у них творился, он резко исчез после смерти Каримова. Куда он делся после смерти Каримова? Этот бардак. Почему он утих? Почему все заткнулись? Вот этого я не могу понять. Они же ведь хотели в свое время снести Каримова и так далее. Ну вот, Каримов сам себя снес. Сдох, короче. И сейчас стал Мирзияев. А где эта оппозиция ебаная, которая, блядь, против Каримова перлась? Что, уже все неинтересно им? Не получилось? После Каримова уже Мирзияев, и все, не получилось, да? Получается, значит, Каримов нахуй отдал, блядь, свой пост, блядь, какому-то таджику, а не узбеку. И потом возникает другой вопрос. Вот когда мне писали тут в комментариях, люди жаловались, вот узбеки там прессуют этих туркменов. Туркменов. Блядь, пизжу, не туркменов, блядь. Сука, каракалпаков, блядь. Каракалпаков прессуют, блядь, там. То же самое, типа, Каракалпакстан хочет независимости, а узбеки не дают. Потом кто-то сказал, там половина узбеки, половина Каракалпаки, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Окей, окей. Ну, получается, если вот этот весь бардак ваш, блядь, все вместе, если сплоченно посмотреть на эту хуйню, это то же самое, что Башкортостан с Россией. Башкортостан никак не может выйти из Рашки, а там Каракалпаки никак не могут с Узбекистана оторваться, блядь. Точнее, Узбекистан их не хочет оторвать. И тут вопрос. Окей, если вы не отдаете ничего вот этого, всю хуйню вот это не делаете,
А какого хуя тогда Узбекистанда рулит, блядь, таджик, блядь. Вот это меня убило, нахуй. Вот недавно мне эта мысль пришла в голову. Какого хуя Мирзияев, таджик, рулит, нахуй, Узбекистанда? Мана, мин узбек, мин натуральный узбек, мин, блядь. И мне, вот, допустим, а какого хуя, так скажем, бывшим моей, где я родился, в Узбекистане, таджики рулят? Я не могу понять, блядь. Я один комментарий видел в свое время. Здесь у меня где-то есть, но я его удалил, не удалил, оставил. Где-то в каком-то канале есть комментарий, как кто-то, наверное, таджик, наверное, написал это. Узбеки пусть отдадут Самарканд с Бухарой, это таджикские земли. Написал кто-то там. Ну так вот дерзко написал комментарий. Я его не стал удалять пока. Думаю, кто-нибудь, может, узбеки ответит на него адекватные, чтобы успокоить его, да? И в итоге никто нихуя не ответил. Он стоит, наверное, этот комментарий до сих пор. Надо поискать. И вот, интересный вопрос теперь. Если он так сказал, значит, получается, в Узбекистане, ёпарас, это, блядь, нахуй, вообще, узбеки, это не на своем месте живете вы? Или все-таки на таджикских местах живете? И тут каракалпаков держите в плену? Блядь, да хуя вопросов вам, блядь, да хуя. Берсена жауап yok, блядь. И тут складывается конкретная тематика моими куриными мозгами, так скажем, блядь. Я же не историк. Тогда вот эта вся верхушка коррупционная, это копия, нахуй, копия Москва, блядь. Понимаете? Вот Москва есть, потом маленькая Ташкент, типа его офис, блядь. Ну, тоже такая почти херня в Казахстане, чуть получше. В Кыргызстане такая же херня. Они вообще пиздец, нахуй. Паспорта прям везде у всех у них красные, блядь. В Таджикистане рабы. Там пиздец хуже, чем в Узбекистане там. Итог какой? Итог получается вот такой. Когда говорят мне, боритесь за Башкортостан с Татарстаном, понятно. Мы пытаемся бороться. Мы-то пытаемся бороться. Мы-то идем бороться, блядь. Ну, получается тогда Узбекистан тоже должен бороться, блядь, своей коррупцией. А не за какое-то слово кто-то пернул, блядь, и за это, если засовывать будет всех, блядь, женщину 63 года, блядь, или 60 лет там ей, пацана, блядь, блогера, какого-то хуева блогер, блядь. Каждый второй у них блогер там, блядь. Блогер, блядь, как авторитеты какие-то. Сука, блядь. Интернетные, блядь. И вот засунули его, получается. Ну, если у вас нету закона, блядь, значит, надо тоже бороться, значит. Я к чему привожу это? Получается, значит, если, так скажем, блядь, круче узбеки, башкиртов и татаров, более боевые, ну тогда вам надо вставать на бой. Все. Душман у вас дома. Надо бороться, значит. Подниматься надо. А то у меня мой Андижан в свое время поднялся, их замочили нахуй. А раки полные крови было. Трупы были в этом Багишамале. Целая яма трупов было. Пару тракторов туда трупов закинули. Потом родители искали трупы. Со своими детьми пришли. Там, кто там остался. Искали трупы внутри трупов. Никто нахуй в это время с Узбекистана не стал. Ни один район не стал. Только Андижан может вставать. Поэтому прикол и есть, блядь. Был, точнее, во время Каримова. Каримов просыпается. Это анекдот был. И говорит: Анджан тынчмы? А? Дадасы? Анджан тынч. А, все, спокойно. Типа все, он будет спокоен. Вот Андижан, если не спокоен, то у Каримов тоже жопе кол чешется. Поэтому, исходя от этого, значит, если в Узбекистане сплоченности нету, надо, значит, собирать. Как здесь узкие общины, там только узбекские общины против Мирзияева. Против таджиков, нахуй, которые взяли власть, блядь, в Ташкенте. Разъебать всех, нахуй.
всех уничтожить нахуй и поставить нормального демократического узбека нахуй. Вот только тогда потом узбеки перестанут ездить в Москву. И к чему я это говорю вообще? К тому, чтобы развалить Россию изнутри, экономически. Если полтонны узбеков уедет с Рашки, завтра уже будем читать поминки, жаназа будем читать, понимаете, в Москве, что он экономически погиб. И там, блядь, Набиуллина будет уже во все щели, как говорится, иметь ее за то, что она просрала экономику. Вот поэтому мощная поддержка — это не идти на войну, блядь, против Украины. Узбеки, кыргызы, таджики должны уехать домой и разобраться у себя на родине. Как узкожопые вам говорят об этом. Они же вам даже сами говорят, блядь. Пиздуйте, стройте себе свои города, блядь. Вот. Короче говоря, вам задача это... Я не от русских говорю это. Я говорю как ваш земляк. Езжайте, это будет нам огромная колоссальная помощь регионам Башкортостану, Татарстану, Ичкерии, Дагестану разъебать экономически русню, чтобы нам легче было зайти. А мы, как муджахеды, готовы зайти в Башкортостан с Татарстаном в любое время, лишь бы нам дали волю, людей и оружие. Мы зайдем и вычистим всю нечисть узкожопую. Как они пытаются басурман нечистью обозвать, мы тоже ищем нечисть. Узкую нечисть мы тоже должны уничтожить и всех будем сажать на кол в виде кактуса. Будем готовить нахуй такие колы в виде кактуса, блядь, и на него сажать. Жестко нахуй, чтобы вся Москва поняла, что мы идем к ним. И, как говорится, тетя Таня и тает не поможет. Тетя Ася, блядь, какая-то рекламе была. Шунарга, дуслар, ладно. Я уж пытаюсь, блядь, прикалываться. Какой-то, блядь, засорить, блядь. Шунгаль, дуслар. Короче говоря. Так. Ике киши, бркиши. Короче, киши мында, нихуя. Вот, главное, вот эту тему я хотел сказать сегодня. Насчет того, что, блядь, посадили вот женщину в Узбекистане и пацана-блогера. Короче говоря, просто обидно, что за какое-то слово сажают вообще, блядь, в Узбекистане. Что за хуйня, блядь? Мы тут в России не можем разобраться, блядь, своим бардаком, блядь. Теперь олар еще Узбекистанда шулук политика бора. Долбоебский, блядь. Поэтому, значит, расслабили узбеклер, как и мы, расслабили свое правительство. Значит, мы должны научиться уничтожать правительство и вычищать всю эту грязь коррупционную и ставить своих нормальных людей, свою нацию. Башкортостанда должен быть башкорт нормальный. Как я всегда говорил, 3 года только будет президентом. 3 года, не больше нахуй. Парламент будет контролировать над президентом. И Татарстанда, как, я не знаю, как они хотят, там нахуй, похуй мне. Короче, Башкортостанда самое главное, блядь, башкорт, блядь, татар должен объединиться и раздолбать эту русню полностью. Раздолбать раз и навсегда. Никакой федерации, федерейшн, хуейшн, ничего не должно быть, блядь. Полнейшая, блядь, нахуй. Разлад, блядь, на 500 лет, нахуй. Вообще, блядь, моя хата с краю, блядь, чтобы мы Москву никогда не слышали, блядь, вообще даже, вообще пиздец, нахуй. Забыть, нахуй, раз и навсегда, блядь. Строить, блядь, стену огромную, нахуй, из всего, что можно, блядь, из говна, из палок, блядь. Лишь бы, нахуй, со стороны Москвы, нахуй, даже ветер не дул к нам, блядь. Чтоб запаха не было оттуда. Вот так вот. Другого варианта нету, Дуслав. Как? Так, слева 3, справа 5. Странно. В таком
продвинутом ютубе людей мало. Интересно, странно, конечно. Очень интересно. Вот этот, блядь, мудак, блядь, заебал. Везде лезет, блядь, этот Руслан какой-то Таршанинский. Ищи свою Людмилу Таршанину. Тоже мне, блядь. Так. Да. Да. Так, здесь справа, короче, друзья собрались. Так, узбеки должны объединиться с казахами, они с одной корни. Вот я и говорю, татар, башкирт, казах, узбек, кыргыз, мы все будем в одной куче. Таджики тоже возьмем к себе, я же говорю. Просто не тех таджиков, которые сейчас, блядь, в Узбекистане, блядь, в виде Мирзияева. И да, народ. Одну тему, да? Сори, короче. Правительство, короче, үстө отырған тегі башқұртларны, хужаларны, вы научитесь уже за людей не считать. Вот мой совет чисто, вот я молодой, но если тут пожилые сидят, блядь, власть никогда нахуй за народ не была и не будет, пока мы их не уничтожим. Это та власть, которая жила в коммунизме. Это та власть, которая нахуй хапала нахуй, знает, что такое зэки, знает, что такое нахуй пальцы веером, знает, что такое очко, блядь. Это та власть, понимаете? Это та старая власть, которая нам диктует, как жить нахуй. Нам на параше жить, а им нахуй, блядь, как говорится, коронные места, блядь. А мы должны, блядь, хлевать нахуй, хлевальники нахуй возле свиней, блядь. Примерно такая у нее риторика в голове. Поэтому в Башкортостане, везде, в Узбекистане, везде не хотят, чтобы мы больше положенного зарабатывали. Как этот, блядь, Майкл Найки говорит, пиздить можно, врать нельзя. Врать нельзя, пиздить можно. Или что-то в этом роде, да? Вот именно он так говорит, пиздеть нельзя, а я говорю, пиздить. Именно пиздить. Получается, пиздить можно, да ведь? А вот им, вот этим коррупционерам, пиздить-то можно, а врать нельзя. В то же время, блядь, они, получается, и пиздят, и врут, блядь. Получается, нахуй, мы лохи перед ними. Поэтому вот эту херню каждый народ должен понять, каждый, что правители не для нас работают. Вот, допустим, сравним это с Европой. Вот сегодня, да, хрена новостей услышал, ну, примерно что-то вот то, что помню, блядь, скажу. Типа, они говорят, что Зеленский ходил как попрошайка, везде искал деньги, туда-сюда, заебал всех нахуй, не отстает, как, блядь, ну, типа, что-то в этом роде, да, ну, типа, такое, не сдается, блядь. Я думаю, блядь, когда твой дом, блядь, разъебывает какая-то русня-пидоросня,
Блядь, ты там, блядь, из кожи вон нахуй должен лезть, блядь, искать, блядь, оружие или что-то в этом роде. Посмотрев сегодня какой-то пиздец дерьмовый один видос, блядь, чувак отправил, кстати, блядь. Охуеть там, как дрон прилетел, и две ноги, блядь, почти возле жопы нету. Все, нет ноги, блядь, там одни кости торчали, я охренел, мне плохо стало, я резко удалил его, блядь, мне хуево стало, блядь. Короче говоря, понимаете, вот это война, где пытаются Зеля найти бабки, чтобы, блядь, нахуй, вот этого не происходило. Понимаете? Это, ну, конечно, это дрон прилетел, наверное, руснее. Русню раздолбал дрон. А какого хуя? Потому что, блядь, русня приперлась в Украину, блядь. Это то же самое, что когда мы станем, блядь, Башкортостан, Татарстан против Русни, вы не думаете, что они не придут к нам? Они прилетят к нам нахуй. В Уфу, блядь. Разъебывать нас, блядь. Также равнять будут с землей, блядь. Поэтому мы должны быть готовы. Мы должны быть готовы уничтожить эту чертову, блядь, Москву, чтобы избавиться от этого гнета, всю вот эту, чертовую, блядь, независимость, нахуй, вот эту всю херню, чтобы заполучить, нам надо воевать. Просто так нам никто ничего не даст. А если мы вот так будем просто тупо, блядь, говорить, давайте вот сегодня этот эфир посмотрим, завтра у Руслана Габасова послушаем, потом у Айгуль Леон, потом у Кашапова послушаем, потом каких-нибудь нахуй Каца послушаем или еще кого-нибудь там, блядь, навальнистов, блядь. И чё? И чё? Ничего, блядь. Ленин такой же был, блядь, ублюдок. Ленин бегал, бегал, бегал. Вот Ленин. Когда говорят, типа, кто-то нахуй бабки тебе платит, это вот опять вот это та мразота, узкожоповские мозги, блядь. Ленин-то, блядь, вот он-то, блядь, запошлялся бабками. Ну, блядь, нахуй, не все же Ленины здесь, блядь, которые, блядь, запошляются и за эти запошленные, нахуй, бабки, нахуй, делают там революцию. Не все же тут Ленины, нахуй. Я ебал в рот, нахуй, быть Лениным, блядь. Ленин, нахуй, который как засланный казачок, блядь, из Европы, нахуй. Он сделал революцию, блядь, для своего интереса. Не для народа, а для своего интереса. А мы, вот именно, критикуя Кашапова и всяких вот этих хуеплетов, которые пытаются как будто бы рулить за Татарстан, ищет, блядь, помощь в Турции. Вот это и есть, блядь, та хуйня, которая называется, нахуй, кто тебя оплатил, блядь, засланный казачок. Вот это типа, вот это и есть засланность. Но я, сколько вам твержу, вот во всех YouTube-каналах, блядь, ТикТоке, блядь, в Телеграме, везде, Инстаграме, блядь, говорю, везде, что нам нужен только народ. Латиф салям. Народ нужен только. Народ, блядь. Башкортостанда и Татарстанда только народ должен вставать. А не всякие там эти, блядь, которые с Турции, блядь, рулят еще с кем-то, блядь. Нам не нужны они, не нужны. Нам просто нужен народ, который в руки возьмет автоматы и пойдет на Москву. Все. Вы же идете тупо на Москву. Точнее, блядь, на Украину, блядь. А на Москву не идете. Вы же просто тупо, вот как я до этого говорил, блядь, под дроны попадаете, блядь. Баба-яга, да, называете его, блядь. Вот Баба-яга к вам прилетает, нахуй, на курьих ножках, блядь, и хуярит вас, блядь, по самые яйца, блядь. А вы идете за Путина также и говорите, блядь, мы боимся, блядь. А чего боитесь-то, блядь? Боитесь умереть? Ну, можно же и на Москве умереть. На Москве, блядь. На мосте, блядь. На мосте тоже можно умереть, блядь. Давайте, башкортлар, татарлар, манкуртлар, блядь. Собирайтесь нахуй на Москву идти, блядь. Чего вы не идете, блин? Я вас только на Москву призываю. Но вместе мы пойдем. Но для этого надо собраться. Как я всегда говорю, надо собраться. На стороне. Только не в Дубае, не в Казахстане, не в Узбекистане. Вас зашкребут и отправят обратно.
Надо собираться. Враг моего друга, враг, друг моего друга, враг. Блять, короче, у врага надо собираться. Значит, надо собираться в Европе или где-то что-то в этом роде. Ну, в Америку смысла нет ехать, блядь, оттуда возвращаться заебетесь. Надо собираться тут рядышком, чтобы можно было быстренько сесть, поехать и раздолбать этот чертовый Кувандыкский коридор и оттуда зайти уже Башкортостанга, Татарстанга, и все. И таким же макаром, если у нас в Башкортостане, в Татарстане сил будет мало, нам смогут помочь казахи, узбеки, кыргызы, таджики. У них тоже будет свое, как говорится, корысть уничтожить Москву. Понимаете? Вы должны понимать, что мы не одни. Всяко нам кто-то поможет. Если мы только будем идти ради Аллаха. Как на джихад мы должны идти туда. Как на джихад. Мы не должны идти туда просто тупо украинцев убивать. Как будто бы. А мы должны просто конкретно идти уничтожать Москву, а не Украину. Вот если мы уничтожим Москву, и будет все нормально. И потом, это Ника, если тут, Ника не ушла еще, не хочу сказать. Вот я уже 1000 раз это я уже понял, 1000 раз это уже я сказывал один раз. Кто-то меня пытался поддержать, но тоже потерялся. Короче говоря, вот давайте раскидаем один долбоебский страх Европы и Америки. То, что этот Путин ёбнет их каким-то, блядь, оружием. Ну, атомным. Я вам 1000 раз уже, блядь, об этом пытаюсь сказать, блядь. Я не знаю, как это мне дойти до людей, до нужных. Я хотел встретиться как бы с Макроном, чтобы, может, ему донести, чтобы он вывел на это орбиту, да, ведь? На вот эту, этот, Эшпендель, блядь, вот это, наверх, короче. Как это называется, блядь? Короче говоря, тема такая. Только если Европа, Америка захочет остановить эту войну с победой Украины, они должны поднять вопрос наших регионов. Начинаем с угла, давайте, ладно, не от себя. С Ичкерии, Дагестан, Черкесия и так далее. Вот это весь Кавказ. Потом наш Урал, Башкортостан с Татарстаном, Мариэль, Чувашия, само собой. И дальше, и так далее, до Сахалина, короче. Вот, чтобы мы зашли и за 3 дня взяли Москву. И мы сможем это взять за 3 дня. Но для этого вот эти ебаные хотелки, вот этих европейцев и американцев, должны сопутствовать в нашу сторону. Чтобы они услышали вот мой призыв. Не знаю, так конкретно, я еще ни от кого не услышал такого. Именно мой призыв состоит в том, чтобы мы сейчас помогли таким темпом Украине и, само собой, себе. Главное, тут задача помочь себе. Каким образом? Украина здесь с левого фланга долбится уже 3 года. Нихуя. Тишина. И мы сидим сложа руки. И этот, блядь, нацист Путин притащил уже корейцев. Получается. Значит, уже вот эта моя тематика, которую я хочу провернуть, может, когда-нибудь проверну, или, может, до меня провернет кто-нибудь, чтобы мы с регионов зашли с правого фланга и дошли за 3 дня, как я вам говорю, до Москвы, зачищая всю эту узкую нечисть этих, так скажем, бусурман, узкожопых. Они же нас бусурманами называют. Они бусурманы. Мы-то мусульмане, а они вот бусурманы. Говноеды. В итоге, короче говоря, чтобы это сделать, нам вот эти ихние хотелки должны сказать:
окей. Вот и все. Alles gut. И вот в этом роде мы должны просто собраться все. Башкортлар, татарлар, Ичкерия, Дагестан, все. Собраться и тупо зайти в Россию. И все. Тупо зайти. Что кто сделает нам? Ничего никто не сделает. Мы просто положим в первую очередь штабелями своих манкуртов. В первую очередь. Каждый у себя там, Ичкерия кадыровцев будет ложить, мы хабировцев, там татары миннихановцев и всех вот этих отродий это чертовое мы положим. И дальше пойдем в Москву. А в этот момент стремиться будут эти москалята, куда-то хуй поймешь куда. А там уже пусть работает нахуй агентура, блядь, Англии, Америки, блядь, их КГБ или ФСБ, или как их называют, блядь, ФБР, блядь. Пусть они работают, блядь. Хоть Ми-6, хоть Ми-7, 007, агент, блядь. Пусть они начинают заработать и вычищать ихние, блядь, острова, куда полетел Путин, куда полетел эти. И всех вылавливают нахуй и долбят их во все щели. И все. Разровняли Москву полностью нахуй. Вот прям мне хочется уничтожить это Москва-Сити, блядь, чтобы оно посыпалось нахуй. Вот прям взорвать его хочу нахуй полностью, блядь, с землей сравнять нахуй. И, конечно, Кремль, блядь. Кремль тоже должен быть, блядь, на кирпичике разложен, блядь. Бут будет, блядь. Бутовский бут будет, блядь. И в итоге все с победой вернуться в Башкортостан с Татарстаном, каждый у себя, наводить порядки. Вот и все. 3 дня. Нам 3 дня это хватит. А для этого нам просто нужно сказать, блядь, донести мои слова кому надо. Людям, так скажем, в погонах или без погонов, европейцам, главнокомандующим, американцам. И все, и все закроется, блядь, за 3 дня. И Украина утихнет, и все утихнет. Потому что у Путлера уже некого будет тащить Башкортостан с Татарстаном и так далее, другим регионам. Он заебется. А мы, само собой, в Башкортостане, в Татарстане постараемся сказать, чтобы наши манкурты заткнулись нахрен, если они хотят жить. Если они попрут на нас, штабелями лягут. Вот и все. И будет коротко и ясно, блядь. Как они хотели взять Киев за 3 дня, а мы возьмем за 3 дня, да, конкретно. Мы же не будем все равнять, блядь, города там равнять. Мы ничего не будем это делать. Просто зачистка будет. Просто заходим, зачищаем, идем дальше. Зачищаем, идем дальше. Я думаю, лучше, чем даже с Пригожиным будет это. Мы же объявлением зайдем туда. Мы же не будем говорить, что, блядь, резко зайдем. Может и резко зайдем, но явно народ будет знать, что это уже заходит победа, а не оккупация. Или там еще какая-то хуйня, блядь, которую придумывает Путин. Нет, это будет чисто уничтожение Путина. Лозунг уничтожения Путина и диктатуры. И все. Поэтому лучше, чем у Пригожина у нас будет. Никто в наш путь не встанет. Никто. Никто не встанет. Не выйдет нахуй из домов даже. Я вам гарантирую. Выйдут только, блядь, прошмандовки, менты какие-нибудь, блядь, обоссанные. И все. И то нахуй ёбнем сразу всех. Да вряд ли кто выйдет, блядь. Никто не выйдет. Они сами заебались. Они ждут помощи извне. Всяко они молятся каждый день Аллаху, даже если даже он крещенный, наверное, молится. Говорит, лишь бы спасите нас извне. Извне от Путина. Заебал он уже, наверное, думают они. А реально он достал всех, блядь. Поэтому Башкортостан и Татарстаннан бізге нужны егетлер, конкретные, которые пойдут с нами, которые реально хотят независимости. Нам нужны такие люди, которые реально могут, как говорится, бороться за свой язык, за независимость, за свою нацию и так далее. От 30 до 50 лет. Я ниже не говорю.
От 30-50 лет. Блядь, ниже не надо, блядь. Ниже вы сидите дома, там будьте на карауле, короче, на чеку, и все. Чисто так, на подмогу. Ниже 30 нам не нужны. Потому что вам после нас еще жить надо. А мы пойдем на смерть. Ради Аллаха. Уйдем. Нет. Выхода нет. Главное, чтобы Башкортостан с Татарстаном приобрел ту независимость, которую мы мечтаем. Ту, которую мы хотим. Это что? Чтобы я озвучил, память пошла, YouTube записывает все, чтобы русня никогда больше не могла командовать над нами. Никогда в жизни после нас. Вы должны оставаться пожизненно независимыми. Пожизненно. Как наш пророк хотел избавиться от рабства. И вы должны всегда бороться за свободу. Против рабства. Вот только таким макаром мы должны оставить вам вот этот изгелекне, так скажем. Только так. Другого тут варианта не должно быть. И если даже, как вот этот сейчас как раз-таки с Айгульоном говорил, чувак, типа, говорит, вы не сможете, вас что-то начал он, вот не досмотрел, надо досмотреть потом. Типа, начал он гундеть, типа, блядь, мы не сможем что-то, блядь, Башкортостан с Татарстаном, мы что не сможем? Мы все сможем. Что мы себе кусок хлеба не сможем заработать в Башкортостане в таком богатом Башкортостане с Татарстаном, где и нефть есть, и все есть, и золото, все есть. Мы что, мы не сможем? Что мы, руки из жопы, что ли, у нас? Мы все умеем. И мозги у нас есть, все есть у нас. Главное, чтобы, блядь, был наш язык. Татарский и башкортоля. Остальное фигня. Все найдем, все сделаем. Мы как бы не тупые. И каждый регион такой. Каждый регион, он таков. Как, кстати, чуть-чуть сегодня смотрел, как монгол хотел сказать, бурят. Бурята тоже в плен взяли. И он какой-то, как тоже какой-то метиский, наверное, бурятки, дает интервью из тюрьмы. Точнее, из вот этого, из Украины. Получается, он так кичливо сидит на вот этом интервью, у которого берут, как бы у него ипотека, 2 ляма, короче, он приперся из-за этой тематики вот этой, прям, знаете, вот эти манкурты любой нации, оказывается, вражки, до такой степени ослоебы, и в плену сидят, как петухи себя ведут. Вот реальные. Не то, что эти петухи отъебанные, как в народе говорят, что они голубые. Нет. Вот именно как это шляр, блядь, как это петухи, которые кукареку, блядь, нахуй, курицам, блядь, орет, блядь. Вот что-то в этом роде. Да ты, сука, в плену, блядь. Убери свою жопу, кичливость свою, блядь. Засунь нахрен. И говори нормально, блин. А он, блядь, весь такой, блядь, фраер, блядь, я въебу. Такой общается. Что за херня? Вот это Марсота, блядь, чтобы кредит свой сраный 2 ляма, блядь, закрыть, приехал убивать людей. И сам попал в плен, блядь. Ладно, хоть живой сейчас отправят, но все равно передохнет он где-нибудь. Еще повернут, еще поедет, повернут. Короче говоря, ждет. На халявных хлебах, блядь, живет на Украине. И вот этот, блядь, бурят, да похуй, он был даже башкортом, разницы нету, блядь. Просто я увидел. Вот этой тематикой своей, блядь, показывает всю сущность, блядь, русни в том, что, блядь, вот это, как украинцы говорят, орки вот эти сраные, приперлись завоевывать за свой кредит Украину, блядь, понимаете смысл? Сами, получается, живут с горя пополам, в лаптях, грубо говоря, блядь, нищеброды, приперлись долбить Украину, блядь.
Ну, уму непостижимые, блядь, мероприятия проводятся в таком же темпе в Башкортостане, в Татарстане. Полнейший хаос. И тем самым вы говорите, что, блядь, вы башкортлар, татарлар там или буряты, вы, блядь, потому что явно по его роже было, явно он, блядь, узкоглазый, черный, ну, бурят, блядь. Монгол, ё-моё, блядь. Копия монгол, блядь. Ему этот, с виду, да? Вот он топит за русню, блин, русский мир, блин. Вот это меня убивает, блин. За свои какие-то сраные 2 ляма. Плюс этот попал в плен. И таким макаром, что как бы он еще как бы, ну, знаете, как бы сдался. И в то же время как бы он недоволен то, что он сдался, понимаете, то, что он в плену, он недоволен, он сидит как бы пальцы веером, он сидит такой, весь такой, он крутой, понимаете, он не сдается. Вот какой зомбоящик в Рашке работает, понимаете смысл? Поэтому вот этот дерьмо, которое исходит от российских, так скажем, блядь, манкуртов, я уже даже свою нацию говорить не хочу, вот ото всех, блядь, что вот это дерьмо хотят они пронести на всю жизнь своим детям, там. И тут я вам открою момент, блин. Вот этот человек в плену, он показывает себя, получается, своим детям, родным, в каком эталоне, в каком этапе он показывает-то себя, блин. Вот этот момент, блин. Это касается таким же макаром до этого один старик был башкорт, который узнает новости на Украине. Дома он новости не знал, но он на Украине резко становится новостными знатоками, блядь. Я даже этот его видос не смотрел, я просто так по названиям понимал, о чем там. И вот, понимаете смысл? После этого вот с такими манкуртами мы их, блядь, по башке жалеть будем, что ли, когда мы зайдем? Нет, конечно. Вот такие-то нас и встретят, блядь. Понимаете? Нормальных башкиртов и татаров захотят замочить вот такие манкурты, которые любят русню. И это касается всех наций. И чеченцев, которые любят Кадырова, и дагестанцев, и всех. Всех манкуртов. Всех. Я чисто перечисляю пока мусульман. Так скажем, которые на слуху. Мусульмане на слуху. Кавказ и Урал. В другом месте нет и мусульман, да, инда. Вот эти самые мощные мусульмане, 4 огромные нации, я так считаю. Кавказ, чеченцы, Дагестан, вместе взятые все. Башкортостан, Татарстан. Все. Там еще где-то, если я забыл, я не знаю, где еще мусульмане есть. Больше нету. В Якутии нету точно. Поэтому мы, когда Путин говорит свою идентичность, чтобы не забыть, мы забыли вот именно свою идентичность. Путин сделал нас своими идентичностью, своей идентичностью. А мы свою мусульманскую идентичность, блин, то астафируллах, закопали. Мы закопали. И тут переключаюсь сразу на Лапти Аляуддина. Вот это Лапти. Лапти это любимый чувак этого Цымбалюка. Цымбалюк или как его? Цумбалюк. Фамилия тоже пиздец у него. Короче, про Лапти сегодня он до хрена говорил. Здорово, слышно, спасибо. И вот, Цымбалюк про Лапти говорит. Лапти вначале топил что-то там с русней, потом переключился на чеченцев, потом еще что-то, потом сейчас теперь оказывается те, которые и избивали тех олнов в Краснодаре, станции оказались. Ёп, тагдынский конь. Может завтра опять, может и татарами они будут, эти бородатые. Получается, тут кто-то накосячил чеченцы, потом становятся дагестанцами, потом через какое-то время еще кем-то становится. И вот этот демагогию он разводит по всей Рашке, блядь.
Вот этот лапти, блин. Нахуя? Нахуя, блядь, хуйней страдать этим чеченцам, блядь, подлизываясь русне? Вот этого я не могу понять. Нахуя? Нахуя чмырить чеченский народ своим тупым, блядь, нахуй мышлением? Вот этого я не могу понять, блядь. Вот этот ебанизм до такой степени, я сам даже оскорбляюсь. Это касается всех, которые балаболят. Вот как, блядь, в свое время Хабиров отправлял это, Шаймуратов генерал. Шаймуратов генерала отправлял такую роту, блядь, на Украину. Еще какую-то роту, еще-то там, что-то еще какого-то, кого-то, блядь. Да пиздец, блядь. Это примерно такая же херня, блядь. Издеваться над своим народом. Издеваться над своими нациями. Чтобы, блядь, полюбил тебя этот Путин, пидорас. И как раз, блядь, вспомнил. Хабирова, это я загрузил видос. Хабирова видели, наверное? Это один видос, там до хрена таких видосов, наверное, еще есть. Я чисто один только выставил. Хабиров колтрабута дрожит, сидит перед Путиным и не знает, что сказать. Представили? Представили себя в школе когда-то, когда вы сдаете какой-то экзамен, и у вас руки начинают потеть, и вы две руки начинаете вот так туда-сюда делать, вот, блядь, вот так, что-то не то, блядь. И вот так же Хабиров сидел. Представили? Путин вообще в расслабоне сидит, блядь. Путин вообще похую ему. Такой гандон, блядь. Хабиров перед ним, блядь, пляшет. Пляшет, понимаете? И то же самое происходит с чеченцами. То же самое, блядь. Вот этими, блядь, манкуртами. И вот получается, Хабиров, Рустам Минниханов, блядь, такой же в флаконе, наверное. Я больно не наблюдаю его, блядь. С его казусой, так скажем, блядь. Вот этот Хабиров меня убил, блядь. Со своим, блядь, сука, приглашением Путина, блядь, блядь, на 3 дня, блядь, в Башкортостан. Нахуя? Чмырье, блядь. Который пытается, нахуй, наш Башкортостан продать за лучшую цену, чтобы, блядь, его жопа еще осталась там, блядь, на какое-то время. Чтобы он до конца уже додоил Башкортостан, и таким образом, блядь, потом уже можно было бы спокойно душой сваливать нахуй, как, блядь, Рахимова сын, блядь, этот, сука, Урал Рахимов, блядь, который в Австрии сидит, также уебал. И также этот гандон хочет уебать. Ну нихуя. Нихуя. Біз келе тұрған болсақ Башқұртстанға, Алла берса, Татарстанга, Хабирова за жопу взять, армян хотана белян, и вытрясти их нахуй по полной программе. И засунуть их. Вот как Мирзияев, блядь, засунул Каримова дочь, блядь, Гульнару, блядь, в обезьянник. Мы также Хабирова с женой вместе, вдвоем, без всякого нахуй, блядь, домогательства, без ничего. Просто и кесен, блядь, турмага тагырга. Эту суку, блядь, женскую колонию, эту нахуй, этого гандона, блядь, мужскую, блядь. Чтобы его ебли все менты, нахуй. С ментами вместе Хабирова посадить. А ту сучку, нахуй, также, блядь, посадить, блядь, с ментами-манкуртками, нахуй. То же самое, блядь. Только таким образом мы сможем, блядь, отомстить. Наша задача только месть. Вы должны это понимать. Когда там сейчас начнется, наверное, говорить там, мусульмане не должны мстить туда-сюда. Где такое сказано? Месть – это когда твоих близких что-то делают. Вот это месть. А не за то, что просто там позвал и мстишь ты. Нет, это хуйня. Вот когда наших, блядь, поголовно, блядь, убивают на войне, тут именно срабатывает тот лозунг мести. Вот этот месть мы должны проявить на Хабирова, на Путина и на всех узкожопых, которые против этого независимости будут. Каждого русского, каждого татара, башкирта, которые манкурты, которые против нас, всех закрывать, как говорится, вот эти, как в Китае, какие-то, блядь, селекционные
колонии, блядь. Где их мы будем проучать. Проучать таким образом, чтобы они поняли, что чтобы этот народ Башкортостана с Татарстаном, он имеет свою идентичность и свою нацию. Это не русня. Когда они говорят, что чтобы мы орали, что мы русские, мы не русские. Постоянно вот говорю, чтобы вот кто-нибудь сочинил бы, в конце концов, музыку, песню, что мы не русские. Давайте споем что-нибудь, что мы не русские. Давайте споем, мы дагестанцы, мы татары, мы башкиры. Давайте споем против русни. Создайте какой-нибудь клип, музыку сделайте, продвиньте его нахрен. Со всех щелей, чтобы оно пело, орало везде. Что я не русский и никогда не был русским нахуй. А я бурят, или там я алтаец, я там татар, я казах, я вообще не русский нахуй. Что-то в этом роде. Чтобы они понимали. Но они не поймут. Но они не поймут. Вот эта марасота, которая сейчас нас окружает, она не поймет. Она не поймет. Поэтому мы должны их зачистить. Их место уже в могиле. Все, по ним уже могила давно уже орет уже могила, орет, зовет их. Как говорится, черный ящик их ждет. Просто они тут телятся что-то долго, блядь. Нам жить не дают спокойно. Вот здесь кто-то, блядь, пишет. Нахера ты, видать, выпил? Вот ты на кого работаешь? Народ будоражишь. Вот опять кто-то вылез, на кого работаешь. Астафируллах. Я сам себе... Я вообще не работаю, кстати, блядь. Кстати, я работаю еще. Подгоните мне работу, где нормально платят. Работаешь, как меня они достали, блядь. Работаешь. Думают, все думают, да, наверное, все думают продажные люди. Я херею над этим. Астафируллах. Поймите одну вещь, туганлар. Если тут адекватные люди еще сидят, а не эти гестаповцы. Человеку, оказывается, знаете, вот мне вот помощь, да, это вот как всем получается. 200 евро, блядь. 200 евро и продукты бесплатно. Вот это мне хватает, оказывается. Человеку 200 евро вполне хватает, оказывается. Чтобы не сдохнуть. Еще можно выкроить, если мясо не жрать каждый день. Нормально. И потом мне говорят, на кого работаешь. Бля, охерею. Человек, который живет на 200 евро, явно он на кого-то не будет работать. Ему эти 200 евро, альхамдулилля. Потому что Аллах Та'алям, как говорится, дает жизнь и на 200 евро. Проблем нету. Потому что люди ведь на 10 тысяч рублей, или как в тот раз я говорил, 3600 в месяц, какие-то там, блядь, дела, как это, блядь, верстальщица или что, блядь, там в пизде Кукуева в России, блядь, получает. Где-то в общаге сырой, блядь, живут. Люди на 10 тысяч рублей живут в России, не сдохли. Поэтому, как говорится, и на 200 евро, и на 100 евро не сдохнешь. Проблем нет. Главное, хлеб есть, все есть. Что еще надо? Поэтому больно и работать на кого-то не надо. И, во-первых, и работы нету, чтобы работать на кого-то. Так что вы не на того нарвались. Мне чьи-то, блядь, деньги, блядь, блядь, чтобы я что-то говорил, наверное, это, самое, блядь, такое низкая работа, наверное. Это больно низко оплачивается. Потому что авторитет, которого нету, не хочется терять. Я же не Соловей, блядь, или Шептунова, это ебаная, Скобеева, блядь. Я же не они, блядь, чтобы иметь там, нахуй, миллионы, блядь, и жить, блядь, под Кремлем, под яйцами Путина, нахуй, и получать, вышкребать, блядь,
вагонами бабки, блядь. Нет, я не из той категории, блядь. Мне это нахуй не надо. Альхамдулилля, Аллах мне дал возможность дышать. Я дышу, живу. Вот и все. Главная моя задача уничтожить коррупцию и вот таких пидоров нахуй, подобие нахуй Путина, блядь, всяких вот этих Соловьев, блядь, Скобеевых нахуй, вот это дерьмо, которое, блядь, точит зуб нахуй на мой Башкортостан с Татарстаном, на Ичкерию и Дагестан и другие регионы, а подавно на Украину сейчас. Поэтому кто с нами, вот они только будут героями, а те, которые не с нами, они, знаю, будут под нами, в могиле. И мы их будем топтать нахуй. Точнее, не их, а могилы их не. Придется топтать, потому что хоронить придется их всех, которые против нас пойдут. Поэтому, забегая вперед, скажу Башкортостан и Татарстан, что мы рано или поздно будем независимыми. Поэтому вы готовьтесь. Готовьтесь, как говорится, к этому. Мы рано или поздно мы это возьмем. Проблем никаких нету. Главная задача наша сейчас, чтобы это все произвести, это сплотиться. Сплотиться нам вместе, чтобы, как говорится, как прикол, вместе веселей, так скажем, да? Вместе веселее, чтобы было. Да, Башкортостан алга, свобода Башкортостану. Вот так вот. Кто-то пишет, алканавт мне пишет, блин. Астагфируллах. Я туғанлар ішмеймін, тәмәке де тартмаймын. Мен в трезвом состоянии вам это говорю. Так что вот так вот. Как вам дыхнуть может вам, блядь? Как дыхнуть? Куда дыхнуть вам? Я вот сижу, чай пью. Татарский чай, молоко. Чай с молоком. Для миллионной Чечни 20 тысяч убитых детей – это огромное количество. Ну, чеченцы же 300 тысяч умерли. 300 тысяч, 300! Блять, я когда услышал 300 тысяч нахче умер, мне, блять, это в голове у меня, блядь, херово становится. 300 тысяч! Это астафируллах. Не-не-не-не. Нет. Я просто поражаюсь над кадыровцами. Сука, это же вот эти... Русня же вас погубила, твою нацию, тварь. Какого хрена ты под ними сейчас, а? Под ними, а? Я вот этого вообще, блядь, просто херею над таким манкуртом, э? Это просто жестко, блядь. Блядь, я просто... Блядь, у меня слов нет, блядь. Такое дерьмо, нахуй. Просто реальное. Которые думают, что, блядь, он этот такой весь, блядь, пушистый, блядь, и он в рай попадет. Астагфируллах. Он, блядь, там, я не знаю, в аду, блядь, он всем, наверное, на земле, вот, где будут этот, чеченцы похоронены, допустим, да, все в рай пойдут, а он вот этим всем, которые убивали их, таскать будет дрова, блядь, в топку, блядь, в ад, в аду, блядь, в топку дрова будет таскать, как в одном суре из Корана, как этого, ляба этого, какого-то, не помню, короче, как жена таскает этому, Абу-Ляхаба, жена таскает, вот, до сих пор таскает, наверное, дрова в аду. Астагфируллах. Поэтому они сейчас на коне, а потом они будут в аду.
Так что мы, мусульмане, мы это... Вот насчет этого делать можно сабр. Вот насчет этого мы делаем сабр. А вот сейчас, вживую, никакого сабра не должно быть. Вот в данный момент. Вот на такие какие-то там дальние дела, там, которые Аллах решает, мы делаем сабр. А вот именно вот сейчас, что нам предстоит сделать, мы должны сделать. Встать и побороться за независимость. Все. От нас вот это только требуется. Больше ничего. И Аллах Та'алям без накита, когда мы встанем. А мы трусы, не можем встать. Против русник. Вот почему мы не можем встать? Вот это меня вообще умораживает. Почему не можем, блядь, все сплотиться и встать? Зачем нам этот рабство, которого нам как бы присучили, так скажем, принудительно дали? Принудительные рабы мы. Да, засоряет, блядь. Я думал, он нормально общается, блядь. Ах, достал он, блядь. Нет рая или ада, стафируллах. Ну ты тоже какой-то, кто там, Александр Македонский. Неверующий, что ли? Наш пророк, Мухаммад Пайгамбарымыз, сам лично летал, как говорится, на ковре самолете, можешь так сказать, да, ведь? С приколом. Но это явно не прикол. Сам лично летал в ад и сказал, что в аду самое большее женщины. Очень много женщин. Не говоря там и мужчин, конечно, есть. Очень много женщин. Поэтому не нужно нам сказки рассказывать про ад и рай. Так что вот так вот. А насчет ада на земле, это не ад. Это просто наши тупорылые мысли сопоставлять это с адом. А ад это огонь. Огонь, где нет пощады. Там нет пощады. А здесь есть. Если нормальные люди могут со своим, как говорится, навсом бороться, своим вот этим эго на русском, своим эго, если ты умеешь сократить точнее, укротить точнее, свое эго, ты можешь все побороть. А вот Путин не дружит с этим. У Путина нет этого. У Путина эго это все хапать, блядь, всю землю он, наверное, хотел бы. Он, может, даже и Америку, наверное, хапнуть хочет. Чтоб там тоже, блядь, был какой-то коммунизм, блядь, путинский, блядь. Всяко, блядь. Ебануть он хочет. И вот вспомнил еще одну тему. Короче, и вот там, блядь, услышал, что ли, вот в этом разговоре. Или где я услышал? Короче говоря, федерация, это Federation, Russia Federation, после Путина могла бы быть подобие Америки, оказывается. Вот в каком смысле подобие Америки, да? Вот в голове у меня не укладывается. Допустим, Америка, сколько там штатов, блядь? Допустим, 50 штатов. 50 штатов. Там у них, вот вопрос всем, там есть у них нацизм? Как вы думаете? Блядь, там чернее нас люди живут, блядь. Мы, Кавказ, Башкортостан, Татарстан, мы и то светлее, чем они, блядь. Но для узкожопых мы все равно для них чурки, блядь.
получается, в Америке, во всей Америке, 50 штатов, есть ли какой-то нацизм? Нихуя нету. Нет у них нахуй гонения гастарбайтеров, гонения нацистов, поиски нахуй их, блядь, где-то там в жопе, как говорится. Нигде такого нету там. Есть, наверное, у них какой-то там есть маразм один, если верить в это. Богатый и бедный. Все, вот два категории у них, блядь. Богатый и бедный, блядь. И все, а вражки, фидерашки, блядь, что там, блядь? Башкортлар узкоглазые, катитесь в Кыргызстан. Мы, оказывается, Башкортостан, катиться должен в Кыргызстан, блядь. Или там якуты, блядь, тоже какие-то нахуй узкоглазые, непонятные. Пиздуйте куда-нибудь там, Монголию, блядь. И заебись, да, блядь. А кавказцы, бородачи, блядь. Да, наверное, им пиздовать надо в Афганистан, наверное, да, ведь, блядь. Где-то они ж там, оттуда, наверное, вылезли. Вот такой маразм, вражки, фидорашки, блядь, он достал уже конкретно всех. И когда вы хотите создать подобие Америки какую-то, блядь, Штаты, типа навальнисты там, вот этот, блядь, еще вот эти Яшкин-Кюты и вот эти все вот это шушера, блядь, имперская. Нихуя этого нам не надо, поймите, блядь. Вот этот весь маразм, тупой маразм нам не нужен. Как я уже говорил, лохов нету, мы не лохи, блядь. Если даже есть в нашей среде лохи, они вот прутся, как лохопетовки, блядь, на войну, дохнуть. Вот эти лохи, блядь, которые хотят заработать бабла, блядь. На крови. Точнее, блядь, не на чужой крови даже, на своей, блядь. Они сами дохнут там, они даже эти деньги не получают, блядь. На полпути они уже, блядь, в окопах умирают, блядь. Из-за этого у нас никак не будет вот этой, блядь, политики Америки. Потому что в Америке Штаты созданы не нацистским образом. И у них все везде одинаково. Да, может один штат беднее, да, там может богаче. Ну, явно, блядь, это не, блядь, захолустье, блядь, Лохопетовки где-то, блядь, там под Иркутском, блядь. И Москва, блядь. Отличие есть? Есть. Там в жопе мира у нас, блядь, получают 10 тысяч рублей от силы. А в Москве, блядь, 100 тысяч рублей получает зарплата. А в Америке нет такого. И в Канаде нет такого. Везде одинаково. Вот я жил в свое время в Норвегии и внизу, и наверху, слева, справа, везде одинаковая цена, в магазинах даже. Не говоря, что зарплаты. Кстати, вот на днях решили мы проверить, вот здесь даже магазины. Я в ахуе был. Даже здесь везде одинаковые цены. Может там на 2 цента, блядь, или там на 10 центов всего лишь может разница. А так везде, блядь, хоть в Алди зайди, хоть турецкий магазин, ну турецкий дороже, там еще какой-нибудь магазин зайди. Один черт цены, блядь. И в одежде, да хоть где, блин. Одинаковые цены. Здесь нету, блядь, какой-то эгоистичной нахуй монополии или как их называют, блядь, вот этой темы. Так скажем, диктатуры, блядь. А у нас что? В Москве одни цены, в Уфе другие цены, в Казани другие цены, в Чечне другие цены. Это что за херня у нас, блядь? Поэтому только Башкортостан с Татарстаном, Ичкерия, Дагестан получить должны свои паспорта, оригинальные, настоящие свои, своим контуром, своей этим орнаментом. У каждого Башкортостана, Татарстанда и так далее. Ичкерия, Дагестан. И, само собой, свою валюту. У нас должна быть своя валюта. Своя валюта. Вот как там
рупии там в Индии, там юани в Китае. У нас тоже должны быть какой-нибудь там деньги. Башкорт акчасы, татар акчасы, Ичкерия и так далее. Дагестанские деньги. Вот. И наш курс должен быть не меньше евро и доллара. Эквивалент. И наша экономика это может позволить себе. Эту экономику надо развить, чтобы этот курс у нас был выше, точнее одинаков. Чтобы нам не нужно ебаться под одеялом, держать опять доллары и евро. Нам не надо это. Для этого нам нужно просто деньги свои нормально создать, блядь. Без хуев, нулев, блядь, до хуя. Просто, блядь, 1, 2, 3, вот так, блядь. А не нули там приписывать там, как в Узбекистане. Идет $100 менять, там такси надо вызывать, блядь. Мешок надо брать, суммы поменять их, блядь. Короче говоря, со всех сторон у нас есть умные люди, которые могут и экономику, и деньги, и паспорт. Все это сделать. Нам не нужна нахуй Москва вообще. Московитовской болоте нахуй нужно им раздать всем этим пидорасам украинские паспорта. Принудительно. В Крыму же они принудительно раздали Russian Federationские, блядь, паспорта красножоповские. Вот эти красножоповские паспорта пусть они в жопу засунут, а им надо раздать принципиально, издеваясь, с орнаментом Украины, вот эти знак Украины, калаврат или как он там вот это, зигзаг вот этот ихний. Вот с этим синие вот эти паспорта, украинские, всем этим узкожопым пидорасам, всем раздать украинские паспорта. В Москве, везде. Даже Путин учить, в жопу только засунуть ему надо этот паспорт. Сразу чипировать его в задницу, чтобы он не терялся, гондон. Вот только таким образом можно уничтожить русню, чтобы не выебывалась. В лаптообразный образ их закинуть, блядь, чтобы они в лаптях, как они родились, и в лаптях сдохли эти твари. Только таким образом. Сохранятся только те навальнисты, и это всякая шушера, которая съебалась, вот как я. Съебался, вот эта шушера уж вот здесь в Европе и останется. Это будут, как говорится, остаться в живых. Это часть долбоебов. Вот эта часть долбоебов пусть остается. И пусть себя называют русней, хуесней. Как хотят, пусть себя называют, блядь. Мы их называть будем пидорами, нахуй. Конченными. А вот в Москве должны жить украинцы. Вот так вот. Кстати, можно сделать так, блядь. Штаб-квартира, допустим, Киев, Москва. Пусть в двух местах у них будет столица Украины. Северная столица пусть будет и южная столица. Киев, северная Москва. Но только не Москвой надо назвать его. Тоже как-то Киев-1, Киев-2. О, звучит, да? Киев-1 это внизу пусть будет. Киев-2 север. Киев-север. О, наверху Киев пусть назваться будет. Мы как-то свыкнемся. Примерно так. А вот слово «русня», эта вся хуйня должна быть уничтожена. Полностью. В идеале даже можно сделать в этом Киев-2 язык украинский. Чтоб и мы не понимали, и нас они не понимали, нахуй. И чтоб забыли этот узкожопый язык, блядь. Забыли. Раз и навсегда, блядь. Забыли нахрен. Вот что-то в этом роде. Быть потом может, вот только тогда наступит нормальная ситуация по всей этой территории. Я даже Рашкой не хочу назвать ее. По всей этой территории, потому что она будет уже разделена на миллион кусков, блядь. И каждый будет жить спокойно, как в Европе. Вот маленький пиздюковый Кипр живет, Греция, блядь, там, блядь, всякие острова живут нормально. Никто их мозга не ебет им, блядь. Кровь не сосет, как этот Путлер сраный. Крым отжал, блядь, еще что-то отжать хотел, блядь. Осетию отжал, блядь. Что еще хочет отжать он, блядь? Может, еще пол Казахстана ему отдать, блядь? С Байконуром вместе. Поэтому все эти территории забираем мы. Весь Урал, все забираем мы.
с Татарстаном, с Башкортостаном по краям все гребем мы. Снизу все забирает Казахстан. Мы вот примерно так решаем вопрос. Мозгоебством не занимаемся, как Путин, блядь. Твое, мое, нахуй, кусочек мне, тебе, блядь. Нет, нахуй. Конкретно, по-мужски, блядь. Твое по истории забирай, блядь. Чтоб, главное, нахуй, не ныли, блядь. Все были довольны. Все. И дружно живем. Вот же в Европе никто, блядь, ни с кем не воюет, блядь. А, кстати, здесь, во Франции тоже куски были немецкие. Французские, немецкие места. Воевали они. Немцы с французами воевали, и все равно какие-то немецкие части отжали они свои. Чье оно было, хуй поймешь изначально. Но французы отжали немецкие земли. И все, нормально живут, никто не воюет. Похую уже, все, похуй, блядь. А вот постройки немецкие, да хуя я их вижу, остались, да. Ворота какие-то немецкие, блядь, древние, блядь. Здания, блядь. Ну, прям территория вся такая культур-мультур немецкого происхождения. И никто не плачет, блядь. Никто не ноет, нахуй. Вот у нас то же самое должно быть. Спокойствие. Из-за какого-то куска земли, нахуй, тут вешаться не надо. Твой дом там стоять будет или чужого дом будет стоять. Какая тебе разница, идиот, блядь. Как Путин, блядь, долбоебов, нужно будет сразу, нахуй, в корень ебать. Допустим, родился он, блядь, в 5 лет, заикнулся он, допустим, в 5 лет ему будет, да? Заикнулся, что он хочет стать имперцем. Все нахуй, кисербашка, блядь. Все нахуй. Кастрировать таких петухов, блядь. Чтобы он дальше не рос даже. Ну, я так утрирую, пример привожу. Чтобы Путин больше не рождался никогда. Как Гитлер. И всегда, наверное, все-таки я убеждаюсь, блядь, что Путин, гандон, КГБшник сраный, блядь, не зря, блядь, принюханный был, блядь, в Германии. Он нахлебался этих книг, нахуй, гитлеровских, начитался гандонов себе в мозг, засунул идею эту, блядь, и вот возродил эту идею он, убоеб. Крыса, нахуй, книжная. Клоп, блядь, книжноедский из библиотеки. Выбрался, сука, в люди. Выбился, понимаешь ли. И сейчас мочит всех, блядь. Это такие ботаники же только такие дела делают, понимаете? Обычно же вот даже в фильмах показывают, что ботаники, они щукнутые на голову, блядь. Вот этот Путин тоже ботан, блядь. Если вы видите его старые фотографии, пиздец у него, блядь, там. Лох, пиздец, блядь, педальный, нахуй. Рожа-то, блядь, молодости. Крыса крысы, блядь. Заметьте. Ебать, нахуй, крыса, блядь. Уа, бля, крыса, блядь. Да, есть же прикол такой, есть же, блядь. Вот такая, блядь. Ну, вот такая вот крыса выросла, блядь. И вот гнобит теперь весь мир. Поэтому насчет кнопки, скажем еще одну вещь. Не договорил в тех в своих комментариях этих. Насчет Европы и атомные кнопки. Короче, я не знаю, как это все сделать, блядь, европейцам донести, что кнопки атомной не будет. Хуйней страдать не надо. Просто европейцам и американцам нужно просто помочь людям, которые хотят выйти из рашки-федерашки. И с таким образом, помогая нам, они будут гарантировать себе, что кнопки атомной не будет. Если даже она прилетит, прилетит она к нам, но не к ним. Поэтому, как Зеля говорит, войну надо брать на нашу территорию. Поэтому я считаю, что согласие их 5-минутное должно быть. Вот только мне как это донести до них, чтобы мои слова прозвучились везде, что войну надо завязывать на Украине и входить в рашку на всех регионах, начиная с Кавказа до Башкортостана и так далее, до Якутии. Чтобы мы на все свои земли зашли сами. Сами зашли в свои земли и пошли на Москву, окружая со всех щелей территорию Москвы. С запада как раз Украина пусть долбит, а мы с востока
из севера зайдем. И все. Только таким образом мы сможем это сделать. Вот так вот. Я считаю, что это возможно, но для этого нужно, чтобы Зеля сказал этим европейцам, что регионы хотят отделиться. Вот и все. Вот эти слова. Они муму ебать там год-два, блядь, сколько они там, эти Кашаповы, Руслан Габасовы ходят за этим, блядь, не могут ответ получить. Чё телиться-то, блядь? В войне 3 года. Вот они, считайте, 3 года уже об этом говорят. Не говоря, что они говорили до этого уже. Что они отделиться хотят. Но если во время войны 3 года идут, они не хотят отдаляться, ну это, я думаю, это уже диагноз. Европейский, американский диагноз, который реально не знает, что делать. Так. Так. Там уже вырубил, короче. Больно. Так, сейчас. Теперь чуть-чуть по новостям пройдемся. Про что-нибудь интересное почитаем. Потому что в том ютубе все равно людей нету, короче. Так. Так, 2 часа. Говорил я уже. Итак, пройдемся по новостям как-нибудь. Так, значит, тут. А ты под кем? Так, дүрт кеше, 5 кеше утыра. Так, мында татар башкалар калдымы әле мында, юкмы? Блин, достали эти, блин. Всякие хрень, блин. Телеграм заходит. Так, ну вот, да, вот с этим ушлюпком, блин. Не знаю, тут имя не написано. Вот это, возможно ли демократическая Россия? Россия вводит ограничения на ввоз срезанных цветов из Казахстана. Вчера фрукты, овощи, сегодня цветы. Сверхдержава мстит за отказ Казахстана вступить в БРИКС. Ну, короче говоря, Казахстан хуй положил на БРИКС, короче, потому что в БРИКСе, там БРИКС создан, блядь, под Китаем, блядь. Китай, короче говоря, само собой, блядь, Казахстан же не долбоеб, чтобы с Китаем что-то, блядь, там какие-то дела делать. И в итоге, короче, он отказался поехать в БРИКС или там, блядь,
нахуй послал, грубо говоря, БРИКС. И вот теперь русня, блядь, что-то выебывается на Казахстан. Ну, кошки-мышки нахуй играют. Надеюсь, Тухалка, блин, поймет всю эту тему и уже усмирится тем, что, блядь, что русню надо ебать. Надеюсь, он встанет на нашу сторону, в конце концов. Вспомнит, что он этот казах, в конце концов. И выебет всю Москву за своих предков. Вот, Токаев послал БРИКС нахуй. Правильно сделал. Вот так вот. Так. Вот этот ублюдок в тот день закидывал, я еще же на стримах не был. Ублюдок Красовский, сотрудник РТ какой-то, блядь. РТ, хуй его знает, что такое. Который получает зарплату из бюджета РФ, заявил, что не изменил мнение в отношении украинских детей. Их все так же надо топить и сжечь. Еще два таких же подонка одобрительно ржут во весь голос, слушая эту мерзость. Но нацисты в Украине, смотрите, не перепутайте. Короче говоря, это такой сарказм с какого-то канала, короче. ОМ-ТВ какой-то. Короче говоря, узкожопым нахуй убить украинских детей, как бы вообще, как два пальца об асфальт. Поэтому, как в тот раз в том эфире я говорил, 700 тысяч детей, оказывается, с Украины было упизжено в Рашку, и где хрен знает они где, блин. Итог какой? Башқұрт белән татарға аңларга кирәк. Без мусульман. Если вы, долбоебы, осознаете, что мы мусульмане, мы должны понимать одну вещь, что Путин творит вообще мусульманлыкны вообще, блядь, мысына да туры килми торган әйберләрне эшлиләр алар. И вы сейчас этим соглашаетесь, понимаете? Соглашаетесь. И молчите как-то, вот, не знаю, мына ничектер яшисез инде теге молча, ну, бу эш түгел бит бу. Вы как-то подключайте свои мозги. Допустим, угонят 700 тысяч с Башкортостана и с Татарстана детей на Украину. Что вы скажете? Кто тут виноват, скажете? Ну, допустим. Как вы будете реагировать на это? Давайте балагызны 700 мең бала китә Башкортостаннан, 700 мең Татарстаннан. И Чечнядан еще по 700. Чечнядан 700 и с Дагестана 700. Что вы скажете после этого? Russia Today, РТ. Вот. Russia Today, блядь. Russia to так. Вот так можно говорить. И вот, получается, 700 тысяч детей, и вы вот эту тематику, как говорится, ну, похуистически как-то относитесь к этому. Вот этого я не могу понять, блядь. Вы думаете, что, блядь, вот это в правильной, так скажем, в кавычках, войне, по-вашему правильной, блядь, должны страдать дети? Шул кеше балалары үләргә тиешме? Мин аңламыйм шуларга. Я не вдупляюсь порой иногда. И вот это все, блядь, озвучивается на эфирах, блядь, везде. Не боясь об этом, говорят об этом. Везде. Потом вот здесь я прошелся, я комментировал тоже, я охуел. Что думает молодежь о судьбе Татарстана? Этот дебат вел Айсин, и там Наиль какой-то из Азатлыка татарин. Тоже какой-то хрень несет. И еще один молодой, короче. Ну, типа, оказывается, надо выходить, блядь, с плакатами, надо говорить друзьям, знакомым, блядь, в какой стране ты живешь. Вот он, оказывается, типа, живут они в Турции.
И они типа будут говорить кому-то там, чтобы они тоже озвучили об этом, что Татарстанга азатлык керек, татарлар мына шундый biz татарларбыз. Үзләрен типа, блядь, паска урып, опускаясь вниз, блядь, они освещают себя туркам каким-то, сука, аштансыз туркларга нахуй, типа они доказывают, что они татары, и они должны о них знать, и таким образом, блядь, таким макаром их себе жәліп итәләр инде. Блядь, я хуею просто, блядь. Давайте тогда, мне тоже может выйти вот здесь по всему Парижу, орать нахуй, говорить, мин татар, мин узбек, мин башкорт, блядь, французлар, сіз меня ярдәм берергә тиешсез, сіз мине ишетергә тиешсез, блядь, безне урыслар кыралар, услышьте. Да, вот так, типа, вот этот девиз, этот Наиль озвучивает. Ну, можете посмотреть, вот какого числа это было. Я 17-го его закинул, но они пиздели, наверное, тоже 16 или 17-го. Лига свободных наций. В этом канале есть, можешь посмотреть. Называется «Татары от Лос-Анджелеса до Казани». И вот, что я хочу с этим сказать. То, что, блядь, вот эти тупорылые, кашаповские, Наиль, это вся бір гүрінді, хаммасы. Бір нәрсәке, қабірдан шыққан ташбашлар. Короче говоря, это все дерьмо, Филькины грамоты, блядь. Такой хуйней в 21 веке никто не страдает, я считаю. Это полнейший, блядь, маразм страха, который, блядь, не дает людям больше этих плакатиков, слов дальше действовать. Оно не призывает брать оружие. Оно не призывает что-то делать. Просто бла-бла-бла, бла-бла-бла. И сколько они, блядь, этот Наиль молодой, ладно, блядь. Кашапов уже скоро сдохнет. Сколько лет они хотят вот так бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому, башкир, блядь, татарга, еще раз говорю. Ожидать кого-то, блядь, когда они, блядь, созреют, нам не надо. Бізге тезірек ішлерге керек бүтін ішіні, блядь. Тезірек ішлерге керек, блядь. Бізні балаларыбыз зур үскенше, блядь, біз уже өліп етеміз, нахуй. Значит, балаларыбыз уже все урыстардың ішінде қалалар. Мына шуны ойларға керек, что біз өліскеш, бізні юлыбызны алып бара тұрған кіші жоқ. Поймите это. Да, может появиться когда-нибудь там жопу индюк клюнет какого-то татарина с башкортом, блядь, опомнится он, блядь, вспомнит о том, что мы были. А может и не вспомнит, блядь. Кто нам гарантию дает, блядь? Никто. И шунарга, если мы вот такой дискуссии, блядь, будем детским лепетом, нахуй, яшарга, бала шаганы ишетіп, блядь, мысыгып утырга, біз никогда Мәскәүні ала алмайбыз. Мәскәү бізні сігіп бітірі, bütün Башкортостан и Татарстан выдает, блядь, там хуи сосать только останется, блядь. Ничего не останется под землей. Ничего, блядь, одни дыры нахуй. И все. Не видели, что ли, вот недавно только вот в Инстаграме закидывали, блядь, Башкортостанда вроде бы, блядь, комбайн, блядь, провалился, блядь. Или где это было? Комбайн, блядь, ушел под землю на поле, блядь. Комбайн, который просто нәрсәді сүріп жүрейе, нәрсәді алып жүрейе, блядь. Комбайн, все, кеткен, блядь, Карскую пещеру, блядь. Понимаете смысл это? Что это такое, блядь? Это значит, выкачали нахуй все там, блядь, а место не забили ничем. Пустота, блядь. И это по всей рашке, пидорашки. А мы ждем дальше, когда же насытится, блядь, нахуй Хабиров, когда насытится, блядь, Кадыров, блядь, Путин, блядь, Минниханов, вот это вся шушера ебаная. Мы что ждем-то, блядь? Боимся сдохнуть? Или все-таки, блядь, сидим тоже на игле какой-то, блядь, крысим что-то? Непонятно что, блядь. Кто-то тоннами ворует, а кто-то кусочками, да? Не опторим, блядь. И это касается всех. Башкортостан гына, Татарстан белән түгел. Всех, которые башкортлар, татарлар упиздили где-то по всей России, работают, блядь, где-то там в шахтах, блядь, везде где-то там работают они на северах. Всех это вас касается. Которые, блядь, ездят куда-то на работу, а когда можно, блядь, в Башкортостанда создать все. Все можно создать, блядь. А мы ездим где-то клянчим, блядь. Я вот, допустим, Москва дальше рядом. А сіз Сібірден.
Qaytmaysiz, boshig'iz bilan, блядь, qayta bilmaysiz, shunda qolib ketasiz. Xotinlaringiz urus, блядь, butunigizni. Shunda ketgach, urus bo'la endi. Даже я сам себе пример могу сказать, блядь. Menikilar mari, блядь, xotinlarim, блядь. Потому что shitda yurgash. Вот чемпионка по боксу из Октябрьска Азалия Аминева победила индианку Раш Сахиба. Азалия Аминева стала чемпионкой мира по версии IBI. EBI, или как это, блядь, читается. У Азалии это второй бой в профессиональном боксе с весовой категории 66 кг. Mana Башкортостан кызы побеждает. Ну, потому что уже ирлер юг. Ирлер сугышта. Xotin qiz уже, блядь, боксировать еткаш endi, блядь, охуеть не встать, блядь, называется. Aytam bit, men уже готов. 30dan 50ga xatli xotinlar da turg'a mog'utlar. Базара нет. Ir kishi qolmag'ash, значит, xotinlar turg'a teyish, блядь. Автоматты turg'a teyish против Москвы. Так. Один комментарий пишет мне тут. Геннадий Петров какой-то. Ну, явно из Петровки 38, наверное. Из-за таких уродов потом все, татары, башкиры пострадать будут. Что, вторую Украину хочешь, ублюдок? Спокойно не живется, да? Башкирский мормон. Тупой осел. Порохо еще не нухал. Мамиными пирожками обелся. Чоли. Понимаешь смысл, тролль, блин? Для тебя слов мало. Пиздец, столько ошибок, блядь. Это что за уебок писал мне? Просто херею, блядь. Это что за узкожопо писал, столько ошибок, блядь. Я не понял, конечно. Вот так вот. И тут вот. По именам теперь. Карательная психиатрия для критика Мирзиёева. Шахиду Саламову. Юриста, блогер, юрист, оказывается, она. Вот уже без малого 2 года блогера и юриста Шахиду Саламову власти Узбекистана подвергают принудительному психиатрическому лечению. Она первая рассказала о том, что взять президента Мирзиёева, ну дальше надо уже читать, слушать, что этот черт, блядь, там, само собой, схапнул с земли, туда-сюда, короче, вот такая тема. Вот так вот. Так. В зонах прессуют мигрантов и мусульман. Как российские власти преследуют мигрантов, заставляют их идти на войну, и чем все это может кончиться? Ну, само собой, это дерьмо идет. Мне кто-то пишет, не надо баламутить, ты подкупленный Америкой. Угу. Блять, главное, меня американцы купили, но я живу, блядь, в Европе. Удивительно, блядь, нахуй, а? Я же говорю, блядь, узкожопые, кроме своего носа, дальше ничего не знают, блядь. Где что находится? Они карту вообще, блядь, когда-нибудь смотрели мы кем, блядь? Они карту не знают, блядь. Они, блядь, кроме своей, нахуй, параши, нахуй, Москвы, ничего не знают они, блядь. Дальше, где кто живет, они не знают даже, блядь. Мне еще, как это, Галина Акаева.
ФСБ, обратите внимание, разжигается межусобная рознь и призывы к революции. Не то, что революция, нахуй. Война, нахуй. Башкортостан, блядь, Татарстан, блядь, войной на Москву должен идти. Никакая, нахуй, революция, блядь. Революция это, блядь, между с кем-то бывает, нахуй. У нас, блядь, как говорится, твоя моя не понимать, нахуй. Никакой революции тут нету. Война, нахуй. Революция, блядь. Кутаром, блядь. Мондай, Флюса, Ленизая, Амелия, Леди. Как-то вот такое вот название, блядь. Син татарлар дип авыз ачма. Башкортлар барыгыз алга. Татарстан Москва белән дигән монда миңа бер пәтәксә. Татарлар Москва белән икән. А башкортлар барсыннар үзләре сугышырга. Окей. Окей. Если мы так будем, ну, получается, когда мы без Башкортстанга кергәндә, Татарстан, чтобы вообще рот не открывал, нахуй. Күтегезгә сигәбез, нахуй. Тутуп, нахуй, Москва белән бергә. Потому что мы, когда пойдем через Куандыкский коридор, через вас пройдем, нахуй. Значит, нахуй, затоптаем вас, пидорасов. Если вы в такой логике будете жить дальше. Это так. Утрирую. Ну, хозяин ролика, когда к тебе постучится КНБ, ФСБ, СГБ и сядешь по статье разжигания международных рознь, то будет о чем подумать. Что там дальше? Вы межнациональный рознь не разжигает, за это статья есть хозяин видео. Вы думаете, что вы будете свободны? Нет, вам не дадут США, Англия, Европа. Они из вас сделают разменную монету, как из Украины, Ливии, Ирака, Сирии. В США каретные народы исчезают. Англия в колониях творила фигню всякую, а Россия на своих территориях строит заводы, дома и другие вещи. Меня, блядь, ха-ха пробило в этот день, блядь, от этого комментария. Пиздец, блядь, это комментарий 16 октября, блядь. Просто хуею, блядь. Заводы, оказывается, строил у нас, блядь. У нас, блядь, в Башкортостане и везде они, оказывается, строили заводы. В Ташкенте же они еще город хлебный построили. Хлебзавод, наверное, построили. И потом доили, блядь, всю жизнь. Пиздец, логика, да, блядь? Это, блядь, мен просто, мен хуетить там, мен, блядь, 9 класс оқыған, блядь. Вот такие, блядь, басни, нахуй, Крылова, я явно не поверю, блядь. Они, блядь, на какую публику они пишут такими аңламен, блядь, а? Само собой, я такие ебанутые комментарии удаляю, но, блядь, вот это хуйню, блядь, это явно тупой человек написал, блядь. Тупой, который, блядь, думает, наверное, мы думаем, как он, блядь. То, что, блядь, русня построила в Башкортостане и в Татарстане что-то за наш счет, блядь. И мы, оказывается, за это должны благодарны быть. Сука, блядь. Ну, маразм. Не маразм ли, блядь, а? Хуею над такими тварями, блядь. Пиздец, блядь. Ой, блядь. Херею, блядь, херею. Башкорт теленнән онлайн олимпиада булган бит. 41-5 мең кеше катнашкан, шуларның 1,5 меңе диалект нигезендә тест биргән. Олимпиада 9-11 октябрьдә узды. Ул Башкортстан башлыгы гранты ярдәмендә тормышка ашырылган. Чарада барлыгы 41,567 кеше катнашкан диелә. Башкорт телен башлангыч дәрәҗәдә белүчеләр өчен тестны 23,714 кеше биргән. Башкорт телен иркен белүчеләр өчен дәрәҗәне 16,335 кеше. Башкорт теле диалектлары дигән юнәлештә 1518 кеше сайланган. Менә вроде укыган идем мин вроде бы. Соңгы елларда Башкортстанда татар теле башкорт теленең төньяк көнбатыш диалекты дигән төшенчәне дә кулланышка кертеп җибәрде. Рәсми оешмалар да моны куллана. 20 елда диалекттан диктантлар оештырыла. Татар галимнәр моны уйдырма дип саный. Ну вот, укыган идем вроде моны мин. Короче, зайдем сейчас в другое место. Вот. Так.
Итак, тагын нәрсәдә булган. Наши воины возвращаются из украинского плена домой дегенләр. Обмен пленных прошел по формуле 95/95. Посредником обмена выступили ОАЭ. Сейчас российские солдаты находятся на территории Белоруссии, но скоро отправятся в Россию. 95 кеше алмашкан. Какая-то Джулия там пишет: ребята, дай Аллах вам окрепнуть. Пиздец. Клоуны. Набережная Уфы на закате. На набережную какие-то, блядь, стойки какие-то, сука, блядь. Тадж-Махал, наверное, батаги построили какую-то поеботину. Нахуй она нужна, я не пойму. Вот всякие хуйняга окшап бетерәләр, а, блядь, нахуй. Ачлы туклы халык яши, блядь. Алар таш әлләрсәр төзәләр, блядь. Куттама кирәк отыр ул, блядь. Салават Юлаев в гостях проиграл Трактору. Игра в Челябинске совершилась со счетом 4-2 в пользу хозяев. Насчет этого, блядь, вспомнил, блядь. Черкесову, блядь, Кутакбашу какому-то, сука, кто он по нации, нахуй? Позорник, блядь, ебаный. Алания, блядь. Оттуда, короче. Сука. Че за, блядь? Подобие как Грузия, блядь, забыл, короче. Ну, короче, вот эта нация, блядь. В Казахстане, блядь, что-то решил, блядь, пропиздошиться, нахуй. Типа, о, парли франце, сова, попа, мапа, блядь. Хуя, блядь. Казах у него спрашивает на казахском, блядь, там, халярничек, наверное, или что-то такое, я не знаю, о чем, блядь. Там, как вы видите, блядь, там, команда будет там двигаться. Не... Блядь, тут вопрос возникает, нахуй. Он начинает отвечать ему на французском. Потом отмазывается, ну, у него футболка была французской, блядь, тудым-сюдым, нахуй. Парли франце, сова, блядь. И в итоге его выебали на 1500 вроде долларов или какой-то, блядь, штраф, короче, на него. Правильно. Казахи молодцы. Сигиgiz нахуй бөтенесе нахуй, которые сова, парле франце, да я башлыйлар нахуй. Хуйню какую-то городить начинает. Это раз. Во-вторых, какого хуя вообще в Казахстане это черкесов, как прошмандовка? То в России, блядь, то там, блядь, нахуй. Да Пинков и он нахуй, блядь. Че, Казахстанда футбол уйни тұрған кіші біткен, что ли, блядь? Кутакка керек мы сізге ол, блядь, черкесов, блядь, Казахстанда. Вот это я вообще не вкурил, блядь. Я охуел, во-первых, блядь. Этот ублюдок, блядь, то в России что-то мудачился, то там, блядь, как прошмандовка, блядь. Теперь там, блядь. Куттагам, ай, ул тренер керек мы. Вы, казахлар, ашуланмагыз, но, блядь, поймите, в России через Черкесова кто-нибудь побеждал, нет? Вы оцениваете вот таким образом. Я в спорте вообще ноль, блядь. Я ебал в рот, нахуй, этот спорт, нахуй, блядь. Кутамада нара, блядь. Меня по жизни не интересовал спорт вообще. Но, блядь, народ, когда берете, блядь, как можно из Рашки брать пидорасов каких-то, блядь, к себе, блядь? Ты чё, блядь, ему столько бабла платить? Возьмите вон, блядь, каких-нибудь, нахуй, я не знаю, блядь, с Америки, с Франции, блядь, с Германии кого-нибудь. Я хуево. Нахуй вам он нужен, блядь? Черкесов какой-то сраный, блядь. Нахуя, блядь, свободному, независимому Казахстану из России какой-то пидорек, блядь. Вот я вот этого не могу понять, блядь. Этот спорт, блядь, понимает он. Блядь, футбол унярга нужен, блядь, черкесов, оказывается. Ёптыгдынский, Казахстану. Как будто Казахстанда футбол у них тұрған кіші біткен, блядь. Пиздец, блядь. Я не согласен с этим, блядь. Ебарасота. Это, во-первых, унижение, то, что из России, потому что Россия любым способом надо чмырить, блядь. Оттуда берут, блядь. Да потому что, блядь, президент Манхурт, блядь. Так. В Башкирии молодая девушка уехала на велосипеде и пропала. Пиздец, блядь. 25-летняя жительница деревни Цапаловка, Милана Мансуровна, 17 лет, она уехала на велосипеде, велосипед и не вернулась. Пиздец, нахуй. Все. Шлепнули, наверное, ее.
где-нибудь. Красавица. Так. Вот этот гандон, Путлер, о чем говорит. НАТО воюет с нами руками украинских солдат. Армия армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самой боеспособной ВП. НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих солдат в интересах третьих государств. Но Украина не использует самое высокотехнологическое оружие. Это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и продукцию сама создает военные. Ага. Кутак башла. Ржавые автоматы, блядь. Все ржавое дерьмо свое, нахуй. Он пропустил уже вот за эти 3 года, блядь. Аж гнал, блядь, из Дальнего Востока, где в свое время мы пидорили эти сраные БМП и гнилые, нахуй, танки, хуянки, блядь. Все говном, блядь, было облито, нахуй. И вот это дерьмо, он металлолом, нахуй. Сейчас все истребил инда, блядь. Конечно, ему сейчас надо новые делать. Новые, наверное, делает уже, ублюдок. В Уссурийске танковый завод, блядь, был. Огромный, блядь, пидорасический. Так. И продукты сами создают военные. Угу. Программное обеспечение делает сама. Ага. Блядь, тут Майкл Наки постоянно говорит программное обеспечение, что эти гандоны у этого сраного у Марка, или как это вот этот гандон, который Тесла создает, у этого пидораса покупают. Какой нахрен, блядь, сами создают, придурки, блядь. Все это, блядь, вот это, сука, вспомнить не могу. Интернет, спутник, блядь, который в армии надо, спутниковая, сотовая связь, блядь, спутниковая связь, блядь, для радиочастоты, для чего там она, блядь. У этого, кто Тесла делает, у него, блядь, все покупают, придурки, через третьи страны, блядь. 200 тысяч рублей стоит, блядь, одна вещь, блядь, одна штука, блядь. Ёп, Тыгдынский. И он говорит, сами мы делаем. А когда натовцам надоест с нами воевать, это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы, и победа будет за нами. Хуй вам, сраку, блядь. Победа будет у них. Кто-то ржет, блядь, ха-ха. А чё не так, кто-то пишет? Наталья, блядь. Дай-ка я тоже напишу. Кутагом напишу. Тоже мне. Так. О мирных переговорах. Пиздеж. Тошни даже, про него что-то говорить не хочу. Вот, в Уфе на остановке умерла пенсионерка. Видите, вот как. Семейство лосей перебегает дорогу Башкирии. На Юрмаше, короче. Лоси до хуя начали вылазить в Башкортостан, да. Ну, потому что, блядь, природу разъебали. Алсынова нету, который контролирует эту природу. Алсынов сидит. Лоси бегают. Непорядок, нахуй. Башкортостаннан мында кишлер бар ма? Чё охуел, блядь? Это где они построили это какую-то хуйню, блядь, огромную, блядь? Спортивная держава, блядь, какую-то херню огромную построили. И вот насчет этой постройки. В тот день сижу, смотрю, блядь, новости утром, блядь, или вечером, блядь, и дискуссируют эти придурки из дождя, узкожопые, о том, что нахуя у Уфе огромная спортивная вот эта площадка, краш, краш, спорт, типа Лужники. Зачем маленькому Башкортостану понадобился огромный спортивный комплекс? Вот типа удивительно. Типа за эти деньги можно было бы столько чего-то сделать, т.т.п. мотопата, короче. Вот так. Даже об этом они пиздят таким уклоном, что, блядь, Башкортостану только хуи сосать можно. Но ничего нельзя тратить за такие огромные бабки, блядь. А Хабиров
в своем смысле тоже долбоеб, по сути, блядь. Нахуй он его построил? Конечно, блядь, нахуй. Въебнуться перед народом, то, что, блядь, этот народ, он пытается показать, что он вот сорвал куш у Москвы, наши же деньги, блядь, и построил такое, блядь, зрелище. Но зато, блядь, бүтін ауыллар, бүтін Башқұртстанны бір тишігіне, екінші тишігіне қарасаң, блядь, қамбағал, бүтінісі ақшасыз, міскін, ярлы яталар. Пенсионерлерде ақша yok, балаларда ақша yok, блядь, біркімде ақша yok, нахуй. Сігіліп ята юллар, блядь, но зато мында, блядь, нәрсекей, какой-то хуйня построена. И нахуй это надо? Вот называется исрафщилок. Вот этот исраф, блядь, он меня реально заебал, блядь. А Башкортостанда гана түгел ул, бүтін Россияда ул шундай исраф. Почему? Потому что, нахуй, где есть коррупция, нахуй, исраф однозначно он будет. Вот эту коррупцию уничтожить, значит, мы должны уничтожить все, нахуй, которое создает эту коррупционную систему. Это узкожопые, которые любят шиком жить, блядь. А нам вот этот, нахуй, кураж зала, нахуй он нужен вообще, понять не могу, блядь. В данный момент, блядь. В нищенском Башкортостане кураж керейкен Уфада, блядь. Вот, восточный выезд сделали. Еле горец пополам его сделали. И вот тут написано, на пару часов закроют восточный выезд на 20 октября. Сегодня какое? 19. С 2 ночи до 4 утра закроют. Пиздец, блядь. Вот такое вот дерьмо тоже вот происходит. А почему происходит? Потому что нету имана. Имана нету у людей. В Екатеринбурге пьяный мигрант изнасиловал маленькую девочку из Башкортостана. Поздно вечером в квартире на Юльской в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана Шермухаммад Г. напоил 30-летнюю школьницу, после чего набросился на нее и силой принудил к сексу. Девочка учится в 7 классе, она родом из Башкортостана, ее мама работает фасовщиком в одном из магазинов Екатеринбурга. Шермухаммад живет с родителями, нигде не работает и не учится. При этом утверждается, что он находится в России легально. Против извращенца возбуждено уголовное дело, он задержан, вскоре суд назначит ему меру пресечения. Ну все, изнасиловал, надеюсь, она жива, надеюсь. Поедет в этот, на войну, там же как говорится, мясо надо, натрахался, и сейчас поедет на войну без проблем. То что ж он дыхал, туанлар. Вот так вот. Ты где, тебя не видно? Да, я агент 007, нахуй меня видеть. Так. Ищите меня в Англии. В Ми-6. Вам же нужно, чтобы... Вы же пиздите постоянно, кто тебе платит. Вот мне Ми-6 платит. И я агент 007 из Башкортостана. Пойдет так? Вот такая вот херня, туганлар. Насилуют аж 54 комментария там, блядь. Владислав пишет. Педофилы гребаные, куда родители смотрят? На месте надо кастрировать, Розалия пишет. Согласна, кто-то пишет. Козел драный, все, пообрезать ему, девочку жалко. Если не учится, почему не в армии? О, видите, сразу надо в армию такого, блядь, гастарбайтера, таджика.
А что не написали иностранный специалист? Вы же любите это делать. Козел вонючий, расстрелять. Как вообще они оказались в одной квартире? В смысле, он ее напоил. Сейчас и девочки пошли тоже не боятся знакомиться и гуляют с этими специалистами. Ценный иностранный специалист. Айдар пишет. Какие родители сейчас рожают уже в 13 лет? Родитель зарабатывать ему и не нужно работать. Вот я от безделия ходит по девочкам, а наш ради денег готовы на все. Ну, понимаете, в семье не без урода, как говорится. Как я помню, тут прикол к этому добавлю, блядь. Кого-то защищаю или там не защищаю. Не в этом дело, нахуй. Насилует. Это его грех, нахуй. Он будет отвечать, блядь. Это хуйня. А вот то, что, блядь, нищета, нахуй, и нет баб, и голод мужчин, особенно с Таджикистана, с Афганистана, приводит к тому, что они начинают ебать ишаков, блядь, еще. Понимаете? Это детей там, это, точнее, вот этот 13-летнюю, блядь, это уже как бы больно уж не ребенок для них. Они, блядь, их, блядь, чуть ли не с 9 лет уже подкармливают, нахуй, в Афганистане, там, в каких-то задырпанных местах Таджикистана. Это для них это нормально. Если люди ишаков ебут, чё уж тут, блядь, детей не выебать, блядь. Понимаете смысл, да? Поэтому, как говорится, вы, как бы, ну, шарахаться уже не зашарахайтесь нахуй уже, блядь. Это уже как этот, блядь, уже вы привыкнуть должны, блядь, что вас будут ебать нахуй. Девчонок особенно. Если пацанов в России ебут, нахуй, сажают на бутылки, нахуй, девчонок будут ебать. Вы созданы, чтобы вас ебали, нахуй. Поэтому, как говорится, чем ишака ебать, он выебал тёлку, нахуй. И, как говорится, только возрастом что-то не то. И принудительно. А если было бы не принудительно, то и похуй, она, может, еще родила бы. Как говорится, проблем вообще нету. Итог всей басни такова. Почему это происходит? Потому что, нахуй, в России, блядь, нахуй, ебанизм, беспорядочность, нахуй, бардак, блядь, этот, блядь. Все это дерьмо пришло с Путиным. Все, вот вините только Путина нахуй, а не какого-то там таджика там, или там, это вот эту дуру, блядь, 13-летнюю нахуй. Нет, вся вина нахуй лежит в Путине. Если бы Путин не доил бы Башкортостан или там Татарстан, эта семья бы не приехала бы нахуй в Екатеринбург за длинным рублем, потому что Екатеринбург же все-таки сделали таким городом, что там чуть-чуть побольше денег нахуй, чем в Башкортостане. И вот этой хуйни не было, все-таки же там Екатеринский бург, блядь, нахуй, ебучий бург, блядь, которая в свое время давала лошадям нахуй, неудовлетворенная пизда, блядь. И в итоге, после этого, нахуй, конечно, Башкортостан, я вам до этого уже говорил, на север едут, туда едут, сюда едут. Вот. Ищите в корень, научитесь корень долбить, нахуй, а не, блядь, уже происшествия. Происшествия – это ваши плоды никчемности, нахуй. Вот, мына шуны табырға керек, блядь, нахуй. Корень зла. Когда узбеклер начинают мне орать, что ты, блядь, независимый Узбекистанға лезешь, блядь. Инең баттагилары, блядь. Сен куттак башлар. Каримовны ультр дегенде ультірмәдегіз. Мирзияевны хазыр күтеге сікке дегенде сікмейсіз, нахуй. Потом говоришь, почему мы виноваты, нахуй. А кто виноват, нахуй? Виноват Путин. Путин, блядь, во всем виноват, блядь. Везде. Если даже был бы он, допустим, не Путин, Горбачев, допустим, тоже он виноват был бы. Разницы нету. Ельцин, разницы нету. Русня виновата во всем. И когда потом вот эти насилия и вот эти вещи происходили бы, допустим, в том же независимом Казахстане или в Узбекистане или вообще где-то там, блядь, в Мексике, допустим, мы же не слышим об этом. Кто где изнасиловал? Мы не слышим об этом. И не знаем. Изнасиловали, все там решили, все закрыли, все, мы ничего не слышали.
Примерно так, да, ведь происходит? А здесь мы поголовно, блядь, будем слышать, что гастарбайтер, гастарбайтер. По жизни они будут виноваты, нахуй. Хоть и они не виноваты. Понимаете смысл? Везде будут виноваты, блядь, или чеченцы, или татары, или башкортлар, или какие-то еще пиздолизы какие-нибудь, нахуй, левые вообще. Скоро начнут, вот Африку завезли, африканцы будут виноваты, потому что везде будут насиловать африканцы, потому что всем сказали, что без жен приезжать. Что, голодные мужики не будут трахаться, что ли? Да всех будут иметь, нахуй. И белочек, и курочек, нахуй. Всех затрахают там, особенно африканцы. Так что держитесь, нахуй. Укрепляйте, качайте свою пизденку, чтобы она была накачанная, блядь, чтобы влазило туда разные членоногие, нахуй, мутанты. Так что все жалобы Путину пишите. Так. Вот, выдача ипотек в Башкирии сократилась вдвое. Ну да. Вот. Все на игле ипотечном сидят Башкортостанда. И сократили, потому что на Биулину нахуй ебут во все щели, блядь. Конечно, будет сокращение. Будет сокращение. И потом, нахуя, блядь, вам, блядь, ипотеку, нахуй, брать, блядь, которую, блядь, вы в 30 лет будете потом ебаться, нахуй. Вот этого я не могу понять, блядь. Не лучше ли, блядь, нахуй, получить независимость, создав в Башкортостане с Татарстаном независимость, а потом добиться, как я постоянно озвучиваю, в правительстве всем нуждающимся бесплатные дома. Обустроить свою жилищную проблему. Всем. Поголовно Башкортостана, Татарстанда. А не платить этим узкожопым эти кредиты. По системе, вот, допустим, сталкивался я в Шымкенте с одним банком. Ну, честно, мне он не понравился. Какой-то банк казахский, у которого хозяин, получается, блядь, где-то в Америке сидит. Ну, какой-то финансбанк, блядь. Не помню, как называется, блядь. Итог какой, блядь? Итог такой. Он получает, блядь, бабки, нахуй, по 5% там или по 10%, блядь. Хуй знает, по 3%, допустим. В Америке эти бабки, нахуй. И сливает эти бабки там же, своим же казахам, блядь, по 20 там. Хуй знает, сколько там процентов еще сверху. Вот так вот. Продает бабки, блядь. Тут то же самое. Башкортостанда то же самое, блядь. Это кредитные мзда, блядь, нахуй. Во-первых, это харам. Во-вторых, это, блядь, хомут на шею. Поэтому только европейским, американским подходом мы должны осуществлять кредитные получки и помощь там из государства. Это 1%, 5%. Вот примерно вот такой должен быть кредит. От силы, если даже он будет. А в идеале Башкортостана, Татарстанда всем дома бесплатно должны быть розданы. Вот поголовно, вот когда независимость Башкортостана будет обретаться, все, которые туда будут переезжать, приезжать, всем башкортам, татарам бесплатные дома. Обязательно. Только потом уже, там, если уже что-то ему надо покупать, там, допустим, технику или что-то там обустраивать, вот эту всю хуйню, ну, это уже на его усмотрение. В любом месте он может его покупать. Само собой, у нас будет Башкортостан, Татарстан оборваны все магазинные темы М-видео, техносила, хуила, блядь, спортмастеры,
Ничего не будет у нас, блядь, этого дерьма, блядь. Точнее, они останутся, то, что у нас внутри. Ну, само собой, мы их переименуем, блядь, все отожмем под себя. Никто их возвращать не будет, русне, блядь. Все у нас останется. А все, которые бабки, которые будут слиты нахуй, напоследок в Москву, эти бабки все уйдут на Украину. Пусть оттуда берут и закрывают свои разбитые места. Другого варианта нету. Лишнего нихуя с Башкортостана не давать никому нахуй. Пусть хуи сосут все подряд. Потому что это вся вина русни, блядь. Башкор, блядь, татар тут ни при чем. Ничего не давать. Да, вы подумаете, наверное, как мне такой говорил, это же нечестно, блядь. Честно, нечестно, похуй вообще, блядь. Вот тут опять какой-то хуй не пишет. Одна ошибка может поставить крест на вашей жизни. За поджоги шкафов, военкоматов или покрышек под квартирами вы вместо денег хохлы кинут. Заедете в колонию на 25 лет. Такой видос, наверное, выпустили. Тут какой-то видос тут идет, блядь. Есть желание продать жизнь за воздух. Хочется видеть слезы близких. Стремишься после выхода из тюрьмы увидеть постаревших родителей и свою девушку, давно вышедшую за другого. Стремишься разрушить всю свою жизнь. Если вас призывают совершить теракт, поджог или иную диверсию, незамедлительно сообщайте силовикам. Сука. Стукачество ебучее, нахуй, а. Пиздец. Это, блядь, рекламирует просто смех, нахуй. Смех, блядь, нахуй. Ну-ка, комментарий. Сталинский приговор за коррупцию дают меньше и за убийство. При Сталине за измену Родины расстреливали. И при этом иногда на месте, без суда и следствия. Конечно, суды трое решили и порешили. Одна ошибка может поставить крест на вашей жизни. Одни русскоебы. Одна ошибка, и ты ошибся. А так да, родину нельзя передавать. Ой, блядь. Идиоты, автор ролика. В какой школе учились? Даже понятия не имеет, кто такие хохлы. А что тут понятие какое-то нужно? Не смеши-ка. Пиздец, да, блядь? Реально, блядь, нахуй. Узкожопые. Если вы называете их хохлами, а вы для меня узкожопые же, блядь. Узкожопые сраные, нахуй. Поймите, что, блядь, не хохлы это, а украинцы. И они не зло. А зло это, блядь, ваш, нахуй, путлерский режим, блядь. Вот это зло, блядь. Дерьмо, которое, блядь, исходит от вас, блядь. Это реально гестаповская, фашистская, немецкая, нахуй, хуйня, блядь. Начитался же, я же вам до этого уже говорил, блядь. Начитался он книг, нахуй, сраных, блядь, КГБшных, блядь, в Германии, блядь. Наслушался басен всяких, нахуй. Крылова, блядь. И вот теперь топчет свой народ, блядь. Вот и все. А кто топчет? Петух только топчет, нахуй. Своих кур, блядь. Так, понятно, здесь понятно. Вот еще. Видите, вот, Дегтярев, блядь, я не знаю, где он, блядь, на пост главы ОКР, блядь. Этот гондон сообщил, что в целом поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы ОКР, блядь. ОКР, где это, блядь, что это такое? Но на этом рабочая программа этого гондона в Уфу не окончена. Там в Уфе, наверное, выставил какого-то хуеплета спортивный, блядь, спортивным, блядь, этим, блядь, главой спорта, блядь. Непонятно.
Вот, в Уфе Дегтярева предложили возглавить ОКР, блядь. Глава Федерации тенниса предложил выдвинуть кандидата министра спорта Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России. Путин знает, что в современных условиях это может быть оправдано. Я думал, это в Уфе что-то кого-то выставили, блядь. Короче говоря, еще добавлю. Хабиров же пытается там зацепиться, остаться, блядь. Дальше больше вместо Хабирова, наверное, узкожопая какая-то мразь придет. Поэтому Башкортостан на Татарстанган нужно готовиться. Вы не думаете, что как в Дагестане Усатого поставили, у вас не будет так? Всегда дошла их была. Башкортостан на Татарстангада тоже придут узкожопые. Вот до этого момента нам нужно встать и разъебать эту всю технику нахуй, которая сейчас провоцирует на нас всех и тащит на войну, блядь, убивая наш народ. Ну, тут, короче, полная вот эта хуйню загрузили, то, что они в Уфе заебал, блядь. Это дерьмо, блядь. Так. Ну, короче, неделя этого хвастовства, короче, дерьмо, короче, этот уебок приехал в Уфу, короче, баламутил, блядь, все там. Даже о чем-то читать там смысла нету. Короче говоря, понятно. Что-то такого общее надо, что-то почитать. Ну, суть инда, что инда? Понятно, я, главное, высказал все вот эти моменты, которые должен был высказывать. Насчет Узбекистана еще раз напоминаем. Так, вот, давно не читал. Ищу своих Башкортостан, давайте. Вот как раз. Рядовой Набиуллин Денислам Радикович 9.10.2004 года из деревни Казакулова, Учалинский район, Башкортостан, сегодня вернулся из плена. Пиздец, блядь. О чем говорит? Набиуллин Денислам Радикович, срочник, 17-й батальон, Березут-Рэр, родом с Башкирии. Набиуллин Денислам Радикович, срочник, 17-й батальон, Березут-Рэр, родом с Башкирии. Заебись. 20 yaş Монка. Mana 9 октябрда 20 yaş болған, блядь. Охуеть, блядь. Из плена. Набиуллин Денислам. Ну вот Кутак барма. Кутак барма. Я вот этого не могу понять, блядь. Короче, тут до хрена с русскими именами. Потом вот еще Раянов Рустам. Город Уфа. Сколько лет, непонятно. Ишимбай Абдуллин Юлай.
Мужик какой-то. 87 yıl. Уфимский район, село Красный Яр. Ризалов Динар Фанисович. 87 yılғы. Худайбердиев Виталий Курбандурдыевич. 90 года. Аургазинский район, деревня Наумкина. Убили на войне. Пиздец, блядь. Вот нехуй делать людям. Дальше еще какой-то Урос, короче. Урос Муда. Буда Урос. Зиангиров Артур. РБ Чешминский район, поселок Чешмы. Зиангиров Артур. Искужин Рустам, Баймакский район. Село Баимово. Ахмедзянов Руслан Фазитович. Тухсамбиш. Город Уфа. Пиздец, блядь. Странно, что башкиры любят кричать, что они волки. Хотя, если глядеть на эту войну, то башкиры это обычные бараны, которых ведут на убой, а в качестве козла, заманивающего барана, под нож выступают русские с лозунгами «Братство, русский мир, общая родина, Россия». Пиздец, да, написали? Ай, блядь. Башкиры нужны только для штурма в качестве мяса. Начинают, если убегать, то мы их в спину стреляем. Это мы вам расшифровали речь этого бойца за русский мир. Нихуя себе, что за боец? Видео есть. Ковальчук Андрей Михайлович, 20.01.88. Волгоградская область, Алексеевский район, фото Красинский. Первый танковый, первой армии, 31-135. Башкиры у вас воюют? Да, воюют, в основном много везут. Штурма для позиции выявления ВСУ. Вот. Ну, чтобы не убегали, стреляли. Слышали? Чтоб не убегали, стреляли, говорит. Получается, башкортларны первый ряд, как керталар экен, блядь, на убой. А потом за ними вот эти, блядь, всякие Александры Македонские, нахуй, сзади стоят, блядь, их зачищают, чтоб не убегали. Охуенная война, да? Пиздец, блядь. Мен шуны біле тұрып, нахуй, мына, біле тұрып шунды суғышқа барам ма? Это же, блядь, точно, блядь, эсэсовские времена, блядь. Времена, нахуй, блядь, как наши деды воевали, блядь. Назад, если побежишь, сзади стреляли, говорит. Ну, наши деды точно не бежали назад, блядь. Ну, пиздец, нахуй. Вот доказательства вам, блядь. Это доказательства. Перекину себе в группу, блядь, тоже. Охуеть, охуеть. Просто... Смех, смех. Вот так вот. Дуслар. Хайбулинский район. Каипов Ильфат. Тоже Киткен. Абдулин Альберт. Илишевский район. Верхняя Иркеева. Мужик какой-то. Дальше Урслар, Макенлар, непонятно. Бишбуляк Тана, Лякин. Пиздец, надо. Урслар дохуя. Газимов Салават Венерович. Тухсанжиды. Город Салават. Охуеть.
Мусин Айдар Мударисович, Кармаскалы, село Ефремкино. Возраста нету. Губайдулин Земфир Зимович, Кармаскалы, деревня Бишаул, Унгарова. Линар Баталов, 34 яш, Янаул. Какой-то чемпион еще, блядь, пояс какой-то у него, блядь. Долбоёб, блядь. Азат Салимов, Буздяк, село Ахун. Марсель Султангареев, Кургазинский район. Айдар Зайнуллин, Нефтекамск. Молодой вообще. Руслан Ахмедшин, 32 года. Белорецкий район, село Азналкино. Алик Якупов. Благоварский район, деревня Барсуан. Да, пиздец. Порой шла қарайсың, блядь, вдруг знакомого встретишь, блядь. Прикиньте. Блядь, Алик. Да. Не хотелось бы в день суверенитета Республики Башкортостан выкладывать очередных убитых в Украине башкортостанцев, но их так много, что не можем не выкладывать. И так поехали. Вот представьте, да? Рабы. Что, вы боитесь, что к вам ФСБ приедет с автоматами, если вы просто скажете, кто начал спецоперацию? Это запрещено у вас уже? Ну так у вас фашистское государство получается тогда. Вы нас называете нацистами. Получается, у вас фашистское государство. Раз у вас нельзя правду сказать. Раз вы считаете вопрос, правдивый, нормальный, честный вопрос, провокационным, значит, у вас там все фашисты выходят. Что вы сами своих людей сажаете за правду. Я вас спрашиваю, кто начал спецоперацию? Простой вопрос. Я даже не говорю войну, ничего не говорю. Кто ее объявил? Вы можете ответить на вопрос, кто объявил спецоперацию? Нет? Боятся отвечать даже. Фу, да. Понимаете? Shunday hal. Вильданов Артур Флюрович, 87, Альшевский район, село Раевский. Загидулин Ильмир Абдулович, 75, Абзелилский район, Северный, поселок Северный. Вали Ахметов Инзер Рамилевич, Хайбулинский район. Пиздец. Кагарманов Тимур Раисович, 85, Салават, село Каркаулово. Да. Нефтекам Салават Венерович, Галяутдинов. Да. Ну, короче, тут дофига людей. Салихов Урал Узбекович, Иглинский район, село Нижние Лемезы. Душамов Рашид Рустамович, Гафурийский район, деревня Янгискаин. Да.
Короче, шундай хал, дуслар. Короче, будем, наверное, заканчивать уже. Пиздец. В Уфе полицейский повалил на асфальт и скрутил женщину, которая хотела перебежать дорогу перед кортежем Путина. Она спешила домой к детям после рабочего дня. По словам очевидцев, силовик избил ее, но на видео это не видно. Президент посетил город 17 октября в связи с форумом «Россия спортивная держава». Из-за визита там перекрыли движение, также перекрыли дороги и так далее. Тут и видео есть, короче. Пиздец, это пиздец. Во время, когда Каримов Гондон жив был, короче, когда он, блядь, со своей дачи сраной, нахуй, в Ташкент выдвигался, колонной, нахуй, и в это время, нахуй, ну, там, в любое время суток, нахуй, это могло быть, блядь, типа, когда выходит босс, блядь, ну, для них это босс был, блядь, закрывали на этой улице, блядь, все, блядь, окна, нахуй, блядь, не дай бог кто-то в окно посмотрит, нахуй. Никто не должен был смотреть в окно, оказывается. Представляете, в Узбекистане как было? Никто, блядь, вот, допустим, 5 километров эта улица, все дома в окнах, нахуй, закрыты окна, нахуй, чуть ли, нахуй, там, занавеску закрыли. Или там, если есть затворка, наверное, и затвор, жалюзи спустить, нахуй. Ну, короче, никто не должен в окно суваться, нахуй. Представляете, вот как они как это делали. Режим такой был, блядь, когда он выдвигался. Пиздец, нахуй. Это такой страх, блядь, нахуй Каримова был. Или чё, блядь, я не знаю, блядь. Чтоб его не взяли там. Или, я не знаю, блядь, снайперы. Хуй знает, вот такая хуйня. И тут то же самое. Понимаете? Везде это поеботина нахуй присутствует, где, блядь, чувак уже боится, блядь, уже ходить на земле, потому что столько дерьма натворил, блядь. И Каримов такой же дерьмом был. И этот Путин такой же, блядь. Понимаете? Поэтому, а здесь вот, сколько я примеры привожу, в Норвегии, в Европе, везде, блядь. Блядь, они в магазин ходят, блядь. Президент, не президент, они в магазин могут ходить спокойно. Никто их нахуй не захлобучит там, блядь. Понимаете? Вот это и есть демократия. Когда ты можешь на улице встретить любого, блядь, человека, и, и это будет нормально. Потому что и есть эта цивилизация, блядь. А не то, что, блядь, нахуй, король вышел, и все, блядь, должны скрыться там с глаз долой, нахуй. Король вышел, вы что, блядь, нахуй? Спрятаться под шконки, нахуй. Ну, как уж об этом говорилось, в Москве начали повторно рассылать электронные повестки в госуслугах. Так что готовьтесь, нахуй. После начала наступления ВСУ в Курской области осенний призыв становится смертельно опасным. Так что вот так вот. 1 октября в ФР начался осенний призыв. До конца 2024 года на службу призовут 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Им предстоит провести в армии 1 год. 1 год. Может, 1 месяц, блядь, год, да хуя что-то, блядь, на себя берут. 1 год. Месяц, нахуй, проживешь в армии. И прилетит тебе дрон, блядь, украинский.
Бурятия собирается построить очередной узкожоповский театр. Не бурятские же театры строить. Так что вот так вот. Байкал будет пиздеть по-русски. Расходы федерального бюджета 25 год. 33% война. 67% все остальное. Бурятия, Тыва, Чечня, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Мариэль, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Мордовия, Дагестан и Курганская область. Все они оказались ниже Севастополя в статистике по уровню жизни. В федеральных СМИ различные пропагандисты многократно доказывали, что Крым в составе Украины приходит в упадок с самого начала ее независимости, и поэтому Крым нужно спасать от Украины. Когда же чиновники опубликовали статистику по управлению Крыму и по РФ, оказалось, что в глубоком упадке отнюдь не Крым, а субъекты РФ. Невзирая на то, что над Севастополем регулярно разгораются воздушные баталии, то, что прилетает как с моря, так и с материка, уровень жизни Севастополя опережает уровень жизни целых 14 так называемых субъектов РФ. Ну, само собой. В Крым они вбухали, мама, не горюй нахуй. Во время Украины в Крыму было все дешево. Но нищета была пиздец нахуй. Пиздец. Но сейчас, блядь, зато зашла, блядь, русня. Все нахуй в цене подорожало, блядь, там пиздец. Московские цены даже дороже, чем в Москве, блядь. И на хату, и на все, на еду, на все, блядь. Все пиздой накрыли, наоборот, блядь. Во время Украины все было дешево и нищета. А сейчас вроде бы, блядь, все есть, но все дорого. Нахуй им такая жизнь нужна, блядь. Всех отправили воевать, в России опустили колонии. Ну вот, в Свердловской области нахуй. ИК, блядь, опустошен. Ну все, очистили. Понимаете? Уже тюремщиков даже нету, блядь. Представляете, нахуй? Так что новые тюремщики им нужны еще, блядь. Потому что эти же работники из тюрьмы куда пойдут работать? Работники нужны, тюремщики. Это здесь тоже практикуется такая же хуйня. Чтобы тюрьмы не опустошались, ловят, чтобы посажать нахуй. Иммиграционные тюрьмы, всякие. Им же нужна работа. Им же нужно платить этим работникам, чтобы кого-то они смотрели. Поэтому, там, допустим, положено 50 человек там, в год быть у них там, или в месяц 50 человек. И вот они пополняют каждый месяц 50 человек. Лишние не ловят. Вот и все. Везде это такая. Эта тема везде работает. И в Европе, и в Рашке. А в Рашке вообще пиздец нахуй. В Белоруссии в школах массовые проверки телефонов учеников и учителей на экстремизм. Вот экстремизм, ебанизм. Это пиздец нахуй. В Узбекистане такая же тема. То же самое в Узбекистане. Численность погибших на войне уроженцев Татарстана уже превысила 3000 человек. Пиздешь, блядь, 3000 человек, блядь. Именно такое количество погибших смогли насчитать журналисты. Реальное число может быть и значительно больше. Само собой больше, блядь. Где вы нахуй вы считаете такие хуйню? Это третье место в РФ среди национальных республик. На первом месте по количеству погибших Башкортостан. На втором Удмуртия. Если говорить не о количественном, а о процентном соотношении, то передовые места занимают Бурятия, Тыва, Хакасия, Камчатка, Коми, Черкесские республики. Черкесские республики, прикиньте, блядь. Черкесские республики, охуеть, да? Валейкум ассалам. Акзам. Волков ебанутый нахуй. Великий, блядь, язык, блядь. Мой татарский, башкиртали, вот это великие языки. Вот. Каждый свой язык пусть ценит.
А ваш нахуй русский язык, парашевский язык, блядь, на котором вот мы даже разговариваем, пидорасы. Научили нас гандоны своему языку. Принудительно. Великий язык, блядь. Хуики, блядь. Блядь. Россия попросила Казахстан организовать внутрироссийские авиарейсы из-за нехватки самолетов. Минтранс ведет переговоры о привлечении авиакомпании Казахстана к перелетам внутри России, сообщил ведомство Роман Старовойта. По его словам, речь идет о так называемых каботажных перевозках, когда иностранная авиакомпания осуществляет полеты между населенным пунктом другой страны. Там мы с дружественными странами ведем переговоры, например, с Казахстаном, возможно, разрешение на... Так башлар. Нахуй пошлите, блядь. Пусть они пешком ходят, гандоны. Чеченцы Европы требуют, Россия ответит за злоупотребление Интерполом. Россия должна прекратить злоупотреблять системой Интерпола для переследования чеченцев в Европе. Смотрите важное заявление представителей Чеченской Республики Ичкерии в разных странах Европы. Короче говоря, вот так вот. Кадыров выяснил, что за пределами РФ никто не считает его большой шишкой. Глава Чечни посетил вечер бокса в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Как только завершился бой, он поспешил на ринг, но его заблокировали и не пропускали. Рамзан Кадыров, который с помощью репрессий, политических убийств и запугиваний старается позиционировать себя как лидера всех мусульман РФ, начал кричать и толкаться, говоря, что охрана имеет дело с уважаемым человеком, но саудиты не обратили на его слова никакого внимания. Видео посмотрим-ка. Что за параша, блядь. Ну да, тут толкается. Охранники не пропустили. Этого бородатого. Короче, Кадыров лоханулся. Он там никто в Дубае. Как нам сообщили из Казани, жителям Казани запретили практически все и велели сидеть дома на время саммита БРИКС. Российские власти ввели ограничения для жителей Казани на время саммита БРИКС, который пройдет 22-24 октября. В городе запретили прокат электросамокатов, закрыли школы, детсады, объявили выходные для госслужащих и посоветовали сотрудникам частной компании поработать из дома. Запретили также временно не заезжать в город на своих старых авто. Прикиньте, блядь. Власти считают, что старые, ржавые и слишком громкие автомобили будут портить облик города. Ой, блядь. Просто боятся, что в нищете Россия, нахуй, и пытаются замаскировать свою нищету, нахуй. Китайской машиной, блядь, какой-нибудь новой.
Яна Лисицына отказалась отправить сына школьника на военные сборы и получила штраф по статье о дискредитации армии. Сейчас Иван, сын Яны Лисицыной, учится в 11 классе. В прошлом учебном году на родсобрании объявили, что для мальчика ведут начальную военную подготовку. Семья Ивана решила от нее отказаться. После этого его мать вызвали в управление образования, где пригрозили забрать сына из семьи. На встрече был военком, который назвал Ивана уклонистом. Пиздец. Уклонисты он, ебланисты они. Просто херею. Шовинизм стал несущей идеологической конструкцией путинской России. Со всех щелей несется песень о русском мире. И в какой уже раз завели старую шарманку о необходимости упразднить национальный регион в составе РФ. Но мембетинда айтаминда, когда Кадырова снесут, Хабирова, всех вот этих марионеток уберут, вот когда вот это все, наверное, закончится, тогда, может, им, конечно, дойдет, но в этот момент уже будет поздно, нахуй, нашим манкуртам. И всех их посадят, нахуй, как этого Тимура, нахуй, Шойгу вытулили, нахуй. Примерно вот так. По одному всех засунут и туда поставят своих, нахуй, узкожопых. Вот и все. Просто пока не доводит к этому, потому что с регионов же идет нахуй на войну народ, блядь, поэтому пока они этого не хотят этого делать, зашугивать, так скажем, ну, чтобы восстание не поднялось. И все, вот тебе и на. Заключенных из Таджикистана и Узбекистана в России принуждает идти на войну против Украины. В редакцию в настоящее время подразделение «Радио Свобода» обратился 30-летний гражданин Таджикистана Джавид, который отбывает 7-летний срок в российской колонии. По его словам, администрация ИК принуждает его и других граждан Узбекистана и Таджикистана перейти в российское гражданство и подписать контракт для отправки на фронт. А об этом пишет Азади. Еще один проект «Радио Свобода» Джавид рассказывает, что тех, кто не подписывает документы, отправляют в ШИЗО. Кроме того, тюремщики оскорбляют мигрантов и призывают других заключенных избивать их. По его словам, мигранты из Центральной Азии в безвыходном положении. У многих появились мысли о суициде. Пиздец. И из колонии, в которой содержит Джавида, группа заключенных из Центральной Азии до этого также написала коллективное письмо в настоящем времени. Они говорят, что всего в их ИК отбывает наказание около 400 человек из стран Центральной Азии. Сколько из них уже отправили на войну против Украины, неизвестно. Заебись? Заебись нахуй. Я заебался вам долбить нахуй. Узбекам, таджикам, блядь, кыргызам, блядь. Я 100 раз уже сказал, пиздуйте домой нахуй, сидите дома, блядь. Вон у мои знакомые, которые послушались меня, уехали, сидят дома нахуй. В Кыргызстане, там живут, блядь. Кутынкысып. Хоть кетегез нахуй. Нет, блядь, ходят, блядь, за длинным рублем, блядь. Вот, доиграетесь, блядь. В окопе окажетесь, вон и без жопы, без яиц останетесь нахуй. Дрон прилетит и все. Потом поедете домой инвалидом. И нахуй вы кому нужны, блядь, в Узбекистане инвалиды? Так. Да хуя что-то. Бля, везде этот Путин, блядь, гондон.
Масштабное внедрение цифрового рубля могут начать в середине 2025 года, сообщила эта сука Набиуллина. По цифровому рублю мы планируем начало масштабного внедрения. Мы целимся в середину следующего года, но для этого должна закончиться пилотная стадия успешно. И мы пройдем или перейдем к массовому внедрению только когда будем уверены, что все работает так, как нужно, сказала она. В Башкирии депутаты решили отозвать из Госдумы законопроект о запрете child free. В данный момент разрабатывается новый запрет, но уже с четким правовым механизмом. Интересный ход, кстати, мотаем на ус. Председатель Курултая Борис Толкачев объяснил суть такого маневра. Вовсе не ожидал, что законопроект башкирских депутатов спустят в дело и примут на самых верхних уровнях. Нет. Задумка заключалась в том, чтобы банально пошуметь, привлечь внимание общественности к реальной проблеме и сподвигнуть на размышления. Авторами законопроекта не предлагалось запрещать женщинам отказываться от материнства, а лишь подразумевалась ответственность за пропаганду и популяризацию таких идей. Так что в Химки могут сидеть спокойно. Но мое тело, мое дело. Все еще работает, но только так, чтобы не нарушать вектор движения нашего общества, которое за традиционные семейные ценности, светлое будущее. Ну а что там подготовили на эту тему в Думе, скоро увидим. Блять. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц. Позор, блять. Привет из Уфы. Салям. Позор. 22,40, блять, я хуею. МРОТ только будет с 1 января, а сейчас он хуй его знает сколько. Вроде 18 было, вроде бы, блядь. Блядь, в Европе нахуй беженцам больше дают, блядь. А там у вас МРОТ, блядь, 22,40. Это 220 евро, блядь, нахуй. 4 копейки, блядь. Охуеть. Просто поражает, блядь. Хм. Дерьмо, блядь. Ой, блядь. Милонов, гондон, блядь, нацист прозрел, блядь. Петух волосатый, блядь. Петь я русский в облегающих лосинах, это не значит быть патриотом. Вот и Милонов прозрел. Одно из немногих осознанных его заявлений. Ну тогда вот прямо хочется крикнуть официанту: 2 чая за столик этому господину. История-то интересная. После того, как на волне патриотического настроения ушлые продюсеры оперативно слепили из говна и палок героя нашего времени. Естественно, этот герой не мог не начать итоги чудить, но все деньги, один образ не до фюрера, до сцены, чего стоит. Но на это закрывали глаза, ибо звезда светилась и пахла. По законам шоу-бизнеса ковать успех нужно, не отходя от кассы, пока звезду не списали в расход. Что случается большинством именно звезд из такой субстанции. Поэтому надутый бренд решили начать монетизировать. Шаман решил регистрировать товарный знак «Я русский» и начать гнать под ним водку и что-то там еще из ширпотрепа. Что? «Я русский» теперь станет товарным знаком при этом водки. Вы там вообще в своем уме? Скорее всего, дебилы выпишут с топоря и, наверное, даже проведут серьезный разговор с его продюсерами, чтобы вернуть всю эту гоп-компанию в реальность, и даже очень надеюсь, что будут сделаны соответствующие выводы относительно зажигания вставления в жопу фитилей вот таких вот новых звезд. А то скоро просто сказав, что я русский, можно будет нарушать чьи-либо авторские права. Пиздец нахуй. Шаман ёбу дался. Шунаға айтам бит енді. Мен башқұрт, мен татар деп жырларға керек, а не, блядь, узкожопый нахуй. Да.
Тесла ради спасения пешехода сама врезалась во встречный автомобиль, оказывается. Ситуация произошла в Румынии. Мгновенно турист споткнулся об яму, наверное, блядь, и упал прямо перед машиной. Тесла на автопилоте приняла решение за долю секунды и врезалась в Ауди на встречке. Никто не пострадал. Нихуя там врезалась, блядь. Вот тебе нахуй автопилот, нахуй. Ебанизм полный. Естественная убыль населения в Башкирии за 8 месяцев выросла в 1,5 раза. В январе по август в Башкирии родилось 22 600 человек, а умерло 34 100. Таким образом, если убыль населения за 8 месяцев составила 11,5 человек тысяч. Такую информацию публикует Росстат. Пиздеж, блядь. Пиздеж, блядь. Минимум нахуй, блядь. Там родилось, наверное, хуйня, блядь. А вот ушло, блядь, не 34, а, наверное, за вот этот период, блядь, с января по август. Блядь, сказочники. Я же вам считал в тот раз, блядь. В день, нахуй, блядь, если 10 человек, блядь, дохнет, блядь, 300, блядь, в месяц, блядь. 300 в месяц, блядь. За 10 месяцев, нахуй, 34, ну, 30 тысяч, да? 34 тут показывает. И это если 10 человек, блядь. А так, на войне, блядь, там, сколько хуй его знает остается, блядь, которые не вернулись. А это, говорит, блядь, просто, блядь, естественная убыль, блядь. Ташагин, блядь. Да уж, блядь. Потом сегодня говорили насчет этого. Такую хрень обсуждали, блядь, в новостях. Короче, и на этом, наверное, заканчиваем, блядь. Короче, насчет писсуаров, блядь. Постоянно, блядь, меня убивает одна вещь, блядь. Так скажем, блядь. Россия, да? Одна вещь меня убивает, блядь. То, что, блядь, постоянно мозг выносят нашим там Башкортостанга, Татарстанга, вообще людям, что в Европе, нахуй, блядь, сплошь и рядом, нахуй, туалеты, нахуй, без писсуаров, блядь, что, блядь, какие-то левые туалеты есть, нахуй, и еще что-то есть, блядь, еще что-то, блядь. Ну, полный какой-то коллапс, нахуй, во всех, нахуй, каналах про это пиздят, блядь, что, блядь, это пропиздошила Захарова, блядь, что-то сказала, еще кто-то сказал, это сказал. Все дерьмо сливает, нахуй, российским ушам, блядь, типа здесь все, коллапс, полный коллапс, как Винокуров сказал, полный коллапс, нахуй. Здесь, вот и мы живем, альхамдулилля, все на месте. Писсуары на месте, не беспокойтесь. Туалеты на месте. Голубых я не видел. Есть мужской туалет, женский туалет есть. И обычные, как говорится, писсуары есть. Все, тут все в порядке, блядь. Тупизмом не надо заниматься. И верить этой ебанутой, нахуй. Вообще, телевизор выкиньте в окно, нахуй. Вот я вам скажу. Смотрите хотя бы этот, хоть пусть, блядь, этот узкожоповский канал. Дождь, телеканал Дождь смотрите, блядь, я не знаю. Более-менее там что-то правду говорят, блядь, более-менее. Конечно, они со своего флакона говорят это. Они имперцы все равно. Но имперцы, которые воюют против Путина. Примерно такая хуйня.
Поэтому они говорят правдоподобие что-то. И вот примерно так. Так что здесь все нормально. Еда есть, все есть, газ есть, свет есть, нахуй. Так что всякой наебки, нахуй, не верьте. Если бы этого всего не было бы, нахуй, у Соловьева, у всяких пидорасов, нахуй, здесь хаты не было бы. У всех есть тут хаты у них, блядь. На любой случай, блядь, на любой вкус, блядь. Поэтому вот это дерьмо ихнее, нахуй, вот это, которое они, блядь, пиздят, это реально для лохов, блядь. Это еще надо быть таким лохом, блядь, конченным, блядь, чтобы в это верить. Поэтому вот это меня уже бесит, нахуй, когда они об этом говорят. И весь канал новостей обсуждает об этом, блядь, по полчаса минимум, блядь, нахуй, про это пиздят, блядь. Фейки недели, фейки того, блядь. Да, в России все фейк, блядь. Все из фейка состоит, понимаете? Поэтому, как говорится, хуйней не страдайте. Плюс к этому я добавлю, когда вам говорят, что виза нужна, и вот эти 6, которые, блядь, что-то напросились, я вам в тот день уже высказывал об этом, где-то в своих роликах, верить не нужно, пиздобольство этому. 6 человек приехали по разрешению какому-то, блядь, блядь. Любой, кто захочет приехать, пишите мне. У меня есть телеграм-канал, блядь. Пишите вот сюда сообщение. Я вам выйду, поговорим. Я вас научу, как заехать. Блядь, не нужно нахуй виза, блядь. Ничего не нужно, блядь. Загранпаспорт в руках и едьте сюда нахуй. Напрямую в Европу, блядь. Только в Европе вы сможете найти спасение. А то эти, блядь, 6 приехали в Казахстане, они, понимаешь, не мучились, ждали, как уехать туда-сюда, у них такая истерика, они как будто бы, блядь, весь мир провернули, нахуй, эти 6 человек, нахуй. Сказочники, долбоебы. Мы, блядь, 2 года назад, блядь, такая толпа сюда заехала, не 6 человек, а, блядь, может, 600 тысяч человек, блядь, и никто не ныл, блядь. Эти прям 2 года там ждали визу, блядь, т-т-п-т, блядь, истерички сраные, блядь. Нахуя, блядь? Вот что означает, блядь, вроде бы не железная занавесь, а тупость, нахуй, народа, блядь, до такой степени, блядь, деградировала, что, блядь, вы даже не знаете, блядь, что сюда можно приехать беженцам, нахуй. Здесь есть политика беженства, есть политика защиты, нахуй. Все инстанции работают, блядь. Блядь, пиздец, нахуй. Гуглите нормальные вещи, блядь, хотя бы, блядь. Читайте про это, блядь. Азюль называется это, беженство называется. А вы, блядь, верите этому гондону, нахуй, Соловьеву, Скобееву, Путину, Захаровой, которые пиздят, Лавров, гондон, блядь. Все, уже хватит жить-то, блядь. Тупить итмәгез. Башкортлар татарларга это относится, блядь. И плюс, что я заметил, башкортларны, татарларны пока так вроде не встречал. Татарлар Турцияга бара инде. А башкортлар прям невъебенные Америкага шабалар. Понимаешь ли, им Европа не устраивает. Америкага китерге тиеш башкортлар. Выше головы своей хотят перепрыгнуть, нахуй. Кәлленге кутагым, этот тушагинга карап аягын чозген, блядь. Тушагин, нахуй, какого размера, столько, блядь, вытаскивай свою ногу, блядь, батангелары. Америкага шабалар. Америкага барып сіз нәрсә қиратырға үлесіз, нахуй. Рәсәйні тартып аласызмы, или Башқұртстанны тартып аласызмы Америкадан тұра тұрып, блядь. Якынракка, мынандарак килегіз, блядь, чтобы күзмә-күз күрешергә сезден, блядь. Кутак кошлап Америкага шаба, как Алтынай Валитов, еще там всякая свора ебанутых певцов и всякой швали, блядь. Нахуя вы туда едете, блядь? От кого бежите, пидорасы, так далеко? Приедьте в Европу, ташага столара, блядь. Да увидитесь со мной, блядь, поговорим тет-а-тет, блядь. Бегут они, нахуй, туда, блядь. Вы точно бежите не воевать, нахуй. Вот это вы поймите, хурхаклар, блядь. Остығызға тыча тұрған, нахуй. А то, блядь, мне тут казахи орут, блядь. Башкиры это молодцы, башкиры молодцы. Какой нахуй, блядь? Все бегут, как крысы, нахуй, с тонущего корабля, блядь. Вы хоть бежите поближе, блядь, ближе к России бежите, блядь. Югургач, блядь. Чтоб, блядь, можно было бы, блядь, с вами увидеться, нахуй. Собраться, блядь. В оружие взяться, блядь. Пойти на Москву, блядь. Нет, нахуй. Понимаешь ли, этот Куттакбаш Алтынай Валитов Америкадан килә сугышырга. У килмей гомердә, блядь, у сосунок сраный, блядь.
упиздил куда-то, блядь. И, блядь, понимаешь ли, мақтанып жатайын да онда, блядь. Мен мындай иттім, нахуй. И чё, блядь? Хули эшләдің сен, блядь? Трепло, блядь. Жырлап кына, нахуй, эш бітмей мында, нахуй. Кулға құрал алырға керек, блядь. Суғышырға керек, блядь. Они ебли заниматься. Поэтому всем, блядь, башқұртларға да нахуй, татарларға да там нахуй. Кикіргідәгізден тұтып нахуй, сігірге генә сізні нахуй. Выебываться итмәгіз, блядь. Опуститесь пониже, блядь, нахуй. Я еще раз вам говорю, нахуй, высокомерием своим, нахуй, вы далеко не поедете. Вас ебли и будут ебать, нахуй. 500 лет ебли, нахуй. Будут еще 500 лет ебать, нахуй, эти узкожопые, нахуй. Пока вы не очнетесь, нахуй. И не спуститесь с пьедесталов своих чуть-чуть пониже, блядь. Другим тоже это касается. Также узбеклерга да это касается, блядь. Мирзияева, нахуй, вашего менять, нахуй, никто, кроме вас, не будет, нахуй. Мирзияев надо кутына сыгырга керек узбеклерге. Чтобы поменять этого сраного таджика убрать, поставить нормального узбека, блядь. Башкортостанда да шулаек, блядь. Поорали, покричали, понимаешь. Одни сидят, нахуй, герои. Другие, нахуй, свалили, блядь. И типа борются они, блядь. Каким хочется ташагом, блядь, с ним борешься, блядь. Борется вон один только, Руслан Габасов. Он сидит здесь в Европе. За то, что он в Европе, вот за это можно его уважать, блядь. Не съебался куда-то в Америку, нахуй, за кордон, блядь. Кутак барма Америка-то, блядь. Поэтому давайте, дуслар, мы сігіп йөрмәгез, нахуй. Жиылык мына-мынанда, Европада. Күрешик, дуслашик. И Башкортстан белән Татарстанны кулга алыйк инде. Җитте уже, блядь. Позор, блядь. Ата-бабаларыбыз кырында, блядь. Позор безгә, блядь. Позор. Мен пиздец уялап китәм, нахуй. Что мы такие пидорами, нахуй, выросли, блядь. Куркак, блядь. Куркак кутак башларга әйләндек, блядь. Сколько можно уже это, блядь? Куркып ятырга, блядь. Sizga сөйләсәң дә, блядь, шул, блядь. Сөйләмәсәң дә шул, блядь. Ну, ничек сезгә аңлатырга, мен белмим уже. Уже мен былай да укып карыйм. Тегеләй дә, блядь, мондый подход итәм. Тегеләй подход итәм, блядь. Ну, никто не хочет берләшергә, блядь. Һәрбер үзене ягына тарта, үзене юрганын, блядь. Монда тарта, анда тарта. Блядь. Безгә бер генә җиребез бар яшәргә. Или без мына-монанда үлеп китәбез, нахуй. Или Башкортстанга барып күмеләбез. Бер генә юлыбыз бар. Ул Башкортстан. Мана мен даже Үзбекстаннан күчеп килгән Башкортстанга кеше сезгә шуны, блядь, внедряет, блядь. Меня по сути это нахуй не нужно. У меня нету, по сути уже, ни республики, нихуя у меня нет. Земли нету, блядь. Я в свое время Узбекистан оставил уже, если на то пошло. Башкортстанга келдім. Тоже уехал. По сути, меня нахуй керек. Мен Аллаға шүкір мынанда да яшайм. Бүтін жерлер Алланың жері ол. На самом деле. Если уж на то пошло. Ну, блядь, если сен өзіңні, қоныңны, өзіңні, милләтіңні яратсаң, сен күрешерге тиешсің. Шул хотя бы лозунг белән, блядь, кеше бит яшәргә тиеш. Ник кутагыма сен туылдың бу дөньяга, блядь. Тогда сен башкорт булып, татар булып туылгансың икән, блядь, ну үзеңне, милләтеңне якларга. Наверное, сен туылгансыңдыр. Или просто, тебя родили, нахуй, съебался куда-то в Америку, нахуй, или в Дубай, как этот еблан узбек, нахуй, его поймали потом. И все, моя хата с краю, нахуй. Ну, блядь. Таким образом мы никогда ничего, нахуй, не добьемся. Да, вы добьетесь, там, блядь, будете петь, там, сабантую исправлять, как американские, блядь, татары, башкиры, блядь, там, ха-ха, ха-ха, да, нам классно здесь, да. А, но родины-то нету. Родину-то, по идее, вы продали, блядь. А siz shuni anglamaysiz. Kurashuv degan narsa yo'q sizda. Bir narsa yo'q, блядь. И потом aytasiz, qochib ketganlar ekan biz. Biz qochib ketgan tugul. Biz shiqib ketgan deb aytirga kerak bizni. Shiqib ketgan, biz qochib ketganimiz yo'q. Qochib ketuv u qutaq qo'yib chiqib ketuv. Biz shiqib ketdik. Putinga
кутақ куеп шығып кеттік. Потому что, блядь, бұл біздің суғыш түгіл, блядь. Если бы наоборот было бы, блядь, с Башкортостана на Москву идти, с удовольствием я бы вернулся бы. Но где вы, где? Я же один не могу сидеть, блядь, так скажем, вот в руках держу спицу вязальную. Со спицей же я не могу пойти нахуй. Шундай хал, дуслар, шунарға... Короче, будем закрывать, наверное, сегодня эфир. Сағат 3 болды уже, блядь. Таң ата, блядь, уже сағат 6, блядь, Башқұртстанда. Давайте, туғанлар, жиылайық, ұйқылап ятмайық уже, хватит уже нәрсеге итерге. Тігі. Үләммі, қаламмы деп отырмастан, бізге тезірек сөйлешерге керек, жиылырға керек. Инвестиции, как обычно, напоминаю, инвестиции. Инвестиции гына болса, шунда гына қолда автомат бола, шунда гына қолда құрал бола, шунда гына біз можем встать и сказать, что Башқұртстан мен Татарстан мүстақил дәулет булашақ. Все. Онарға әтлі біз балаболить можем со всеми вот этими, кто балаболит сейчас со всеми, бла-бла-бла-бла-бла, а толка нету. Толк юг. А толк когда? Только тогда, когда мы, как говорится, дернем за курок. Вот шунда гана толк будет. Шундыхаль. Канал инженера Уфа. Не получится добиться. Почему не получится? Алла берсе получится, если бүтініміз бассақ получится. Мына Башқұртстан мен Татарстанда нәрсекей халық уянса, шықса шетелге, жиылып, можем кіреге обратно. Но для этого нужно собраться. И приличненько собраться. Как я всегда говорю, минимум 1000 человек. Минимум. Минимум 1000 человек должно быть. Чтоб шухер навести Башқұртстан мен Татарстанда. А потом уже өзімізге қушыла тұрған шунда егетлер шыға ол. Онда егетлер бар, которые сидят молча. Мы их сдавать не будем. Поэтому, как говорится, каждый себя уважающий егет, башқұрт ма, татар ма, ол өзіне жері үшін күресерге тиіс. Сіз бит онда туылып өскенсіз. Хуй с ним, мен Өзбекстанда туылып өскенмін. Но сіз бит шунда туылып өскенсіз. Не, блядь, сіз защищать итерге не хотите, а? Украинға барып өліп үйрейлер, блядьлер. Мен оптырым сізден, мен вообще, мен, блядь, поражаюсь, блядь, как можно, блядь, свою землю не защищать, идти, блядь, на чужую атаковать, блядь. Мне он, блядь, вообще, блядь. Я когда это услышал, я тогда уже свалил нахуй. Потому что, блядь, я туда не мог бы пойти, во-первых. Менің онда туғанларым яшайды, во-первых. Потом явно мне, блядь, сказала бы, блядь, сестра, блядь, сказала бы, ты на мою родину мамы пошел с оружием? Допустим, да я так думаю, сказала бы, наверное. Это раз. А самое главное, Аллах Та'аля, наверное, бы мне бы не простил бы такой косяк. Пойти просто так убивать, хрен знает кого, за что, из... Вообще, блядь, непонятно. Поэтому, во-первых, это харам. Во-вторых, самое главное, убивать это ненормально, я вам скажу. И, конечно же, самое главное, наверное, у каждого должно быть самосохранение. Потому что это не наша война. Если была бы нашей войной, там можно было бы еще уже, как говорится, подумать, остаться или не остаться. А тут, получается, блядь, тебя заставляют идти в другую страну, захватывать ее. Нахуя она нам нужна? Она нам нужна?
Вот каждый должен задаваться, она нам нужна? Она нам не нужна нахуй. Шунарга Башкортостан, блядь, Татарстанга еще раз заявляю, блядь. Встаем и идем на Москву. Вот мы, если Москву раздолбаем, вот это будет наш джихад. Все, другого варианта нету тут. Только джихадным способом ради Аллаха мы можем уничтожить Москву. Потому что все зло оттуда, блядь, исходит. Все дерьмо это, блядь, из болот этих, блядь, воняет. Кровью, блядь, воняет. А так, я считаю, что, блядь, каждый осознанный башкирт, блядь, татар должен просто даже, блядь, защитить свою родню, блядь. Мать, отца, блин, и так далее. А так, блядь, ты вспоминай опять эти 700 тысяч человек, блядь, 700 тысяч детей, блядь, которые Россия спиздила с Украины. Если вот шунды хуета, блин, заниматься, уничтожать, блядь, невинных людей, ну, я думаю, если уж сейчас это не аукнется, приплетать вот такие какие-то теории, они, как говорится, не готов, но Джаханнам, Джаханнам, ул бар, оны unutmasqa kerak. Джаханнам sizga обеспечен. Shunday hal, do'stlar. Что там? Чё, посмотри видео на Донбассе, и чё, кассетные стали по мирным, и чё? А Донбасс чей был вообще? Вот опять этот зомбоящик мне что-то пытается, блядь, тут... Я твои комментарии даже тут произносить не хочу. Это опять вспомогательный всплеск зомбировать людей. Поэтому, как говорится, канал инженера сигалеп код. Шунды халь, дуслар, короче. Мандата дохуя, блядь. Все, короче. Закрываем нахуй. Дерьмо какое-то. Всякое. Этот пидорастический комментарий даже читать неохота. Ну все, дуслар, короче, закрываем, потому что это налетели боты нахуй. Ташаклар, блядь. Жюнне кишерге. Исян сау. Давайте биришмәскә. Алга Башкортстан, алга Татарстан. Югалмаска. Без барыбер бар. Булабыз, Алла берсә. Как это мне тут говорят, рожу покажи. И рожу покажем, надо будет. Проблем нету. Главное, безгә күбәерге кирәк. Көрәшергә. Понимаете? Бер-ике кеше белән генә, блядь, хәл булмай. Безгә күбәерге кирәк. Без әз. Без нык әз без. 2-3-4, блядь, кеше, блядь, подобие еще, блядь, вот этих стариков, разбойников, Кашаповых, блядь. Этих шушеры вот этой темы. Далеко мы не уйдем с ними. Шундыхаль, дуслар. Давайте тогда будем округляться, дегенькивик, потому что надо уже завязывать. Танышоко. Так, дуркиши мында. Ябам инде, дуслар. Исән сау. По одной закроем. Танышоко. До завтра.